300.
Дорогие друзья, доброго дня. Кто находится на территории Якутии, тем доброго дня. А те, кто в западной части нашей страны, доброго утра. Сейчас начнем. Давайте еще 1-2 минуты подождем. Начнем.
Друзья, предлагаю нам начать. И да, музыку можно делать потише. Я бы хотел попросить всех участников включить камеры. Очень важно, чтобы мы вначале коммуницировали глазами, посмотрели друг другу в глаза и потом уже добро-добро продолжили общение, обсуждение. Всех приветствую, меня зовут Иван Степанов, я являюсь программным директором «Точки Пения Якутск», и мы сегодня проводим второй креативный четверг под кодовым словом «Креативный четверг 2.0». Первая версия, она проходила летом этого года, 2 июля, и действительно там мы тоже, собравшись с представителями креативных индустрий, людьми, которые так или иначе имеют отношение к сфере креативного предпринимательства, да, либо в своей деятельности делать так, чтобы такие индустрии развивались, и люди, которые в этой сфере работают, тоже развивались. Да. В этот раз мы будем обсуждать более такие реальные моменты, которые требуют поддержки для развития креативных индустрий у нас не только в регионе, но и по всей стране. И на базе точек кипения по инициативе Центра городских компетенций, Агентства стратегических инициатив проходит серия таких мероприятий в течение дня, и подключились к этому сетевому мероприятию не только Якутск, но и Великий Новгород, Оренбург, Тольятти, Тольяттинский университет в Самаре, Красноярск, Иркутск, Москва и еще ряд других городов. В вводной части я хочу сказать о том, что мы в первом блоке мероприятия будем слушать представителя ОСИ. Вот, он расскажет про их исследования относительно того, какой вклад вносят креативные индустрии в экономику региона и страны. В частности, нам расскажет про наш регион, про Якутию. Потом мы послушаем представителей органов госвласти, в том числе там еще и Корпорацию развития Якутии и другие институты развития, которые имеют отношение к креативным индустриям. И еще послушаем кейсы. Вот. И имея представление обо всем этом, мы перейдем ко второму блоку, где мы будем совместно генерировать идеи и предложения по мерам поддержки креативных индустрий. И это будет по 3 блокам. Также еще хочу сказать то, что 2021 год объявлен ООН годом креативной индустрии, и отмечается, что более 40 различных отраслей реальной экономики входят в число креативных индустрий. И среди наиболее развитых в нашей республике хочется отметить такие индустрии, как исполнительское искусство, к которому относятся музыканты, художники, люди театра. Отдельно киноиндустрия, да, весь мир уже знает, не только страна, не только Россия знает о том, какое кино здесь создается, какое оно интересное. Дальше IT-индустрия, это разработка игр и программное обеспечение. Индустрия развлечений, в том числе туда и относится туризм. И также нужно отметить о том, что очень креативный у нас общепит, креативные кафе, кофейни, рестораны создаются, и мы тоже считаем, что это является частью креативных индустрий. Вот, в такой логике, в общем, мы будем работать. Надеюсь, что мы действительно получим большую пользу, как люди, работающие в этой сфере, да. Здесь мы будем именно слушать экспертную позицию, и как эксперты и практики будем предлагать меры поддержки креативных индустрий. Вот, друзья, сейчас я хочу передать слово в начале нашего мероприятия Илье Токареву, директору проектов Центра городских компетенций, Агентства стратегических инициатив.
и рассказать про результаты работы, а, исследования, да. И нам очень интересно знать, какая же методология использовалась у вас, потому что цифры такие очень интересные, хорошие. И вот давайте послушаем вас, Илья. Как слышно? Да, всем привет. Рад очень вас всех видеть. Ну что, давайте я расскажу про методологию и расскажу про цифры. Сначала про цифры. Давайте Мгм. я... А нам презентацию, да, демонстрацию экрана, наверное, надо делать, да? Да, да. Мгм. Сейчас, кажется, можно. Да. История такая, что мы посчитали, мы делаем подобные документы и подобный расчет для каждого региона Российской Федерации. Собственно говоря, вот в данном виде вы видите Саха-Якутию. И, собственно говоря, мы посчитали вклад креативных индустрий в экономику не только муниципалитета, но и на уровне, не только региона, но и на уровне каждого отдельно взятого муниципалитета. То есть можно посмотреть свой муниципалитет как такую базовую территориальную единицу и посмотреть, сколько там креативных индустрий и, собственно говоря, чего, собственно говоря, чего они из себя представляют. Вот в конкретно данном слайде мы видим, что вот среднесписочная численность работников, то есть это количество людей, занятых официально трудящихся в сферах креативных индустрий, примерно 5,3 тысячи человек для всей республики. И, соответственно, 5,5 тысяч организаций так или иначе работают в сфере креативных индустрий. Мы считали, собственно говоря, как мы считали организации? Мы считали организации по 40 с лишним акведам, которые были соотнесены со списком UNICTAD, который такой считается вроде как классический список креативных индустрий, в которые входит архитектура, дизайн, медиа, IT, телевидение, радио и тому подобное. Нужно понимать, что мы в этот список дополнительно оснастили теми акведами, которые относятся к следующими видами деятельности. Это ювелирное производство, в связи с тем, что, к сожалению, в российских акведах, например, ювелирное производство и ювелирный дизайн неотделимы как аквед. Они являются единым. Соответственно, мы считали их совместно. Но также нужно отметить, что проанализировав то, что считается креативными индустриями, например, в других странах, мы видим, что очень многие страны также, например, считают креативными индустриями не только само телевидение и радио, да, как производителя контента, но и, собственно говоря, производители аппаратуры для телевидения и радио, то есть аудио и видеоаппаратуры и радиоаппаратуры. То есть так называемого посредника, то есть такого зависимого посредника от медиаконтента. Что вполне логично, что если у тебя нет медиаконтента, телевизор тебе не нужен. А если у тебя нет телевизора, то и медиаконтент ты поставлять для людей тоже не можешь. Поэтому очень многие, собственно, страны, такие созависимые виды деятельности, они заносят в единый спектр креативных индустрий. Собственно говоря, по совокупности у нас получилось как раз вот 5,5 тысяч организаций. То есть, вот если видеть, то есть в процентном соотношении, то только это 11,6% от всей численности сотрудников региона. Да, здесь, к сожалению, не указаны области, это такая техническая ошибка, извиняюсь заранее. Вот, занятых, но при этом это 9,5% организаций, которые действуют на территории Якутии. Что означают цвета, чтобы сразу рассказать об этом? Дело в том, что мы использовали для расчетов базу статистики Spark Interfax
для понимания о том, какие организации по каким акведам действуют на территории, собственно говоря, какая у них выручка, какие у них показатели экономические, и базу данных, соответственно, муниципальной статистики Росстата. Как вы видите на карте, там очень много серых зон. То есть серые зоны показаны, собственно, цветами показана доля среднеспичечной численности работников по креативным индустриям по муниципалитету. И так вот, серые муниципалитеты, покрашенные в серый, означает то, что в Росстате нет статистики, нет данных за 2019 год о том, сколько работников среднесписочно работает в этих муниципалитетах. Это нередкое явление, это достаточно частое явление по Российской Федерации, связанное с тем, что статистика, к сожалению, у нас в России не полная. Давайте дальше. Доля выручки в ВМП креативных индустриях. То есть это второй наиболее важный слайд. Если посмотреть, то вклад в ВРП республики совокупный из той статистики, которую удалось выкачать, составляет всего лишь 1,6% вклад в ВРП. Соответственно, на слайдах, где показаны, собственно говоря, проценты на подписанные муниципалитеты, это вклад креативных индустрий в экономику самого муниципального образования. И, соответственно, все эти, но при этом надо отметить, что все эти креативные индустрии совокупно генерят выручки, которые составляют почти 3% от всего объема региона. Это достаточно много на самом деле. Вот. На последнем слайде представлены, собственно говоря, те отрасли, которые наиболее ведущие по разным разрезам, то есть по количеству организаций, по численности работников, занятых в сфере, и по выручке, собственно. Вот так уж сложилось, что архитектура и деятельность в этой сфере находится, собственно говоря, в топе. И в этом смысле Якутия, она не одинока. Очень многие регионы, собственно, где архитектурная деятельность, градостроительная деятельность, инженерная деятельность, которая тоже туда входит, находится, собственно говоря, в топовых позициях. Теперь давайте перейдем к тому моменту, как мы считали. Как вы видите, собственно говоря, очень много серых зон и не хватает статистики. Сейчас я покажу, как мы считали. Нет, это не то. Сейчас, одну секунду. Вот, все правильно висит. Видно? Да, Илья, видно, видно. Вот, смотрите, мы использовали для расчета формулы по расчету городского продукта UN Habitat. То есть для каждой отрасли городской экономики, то есть что в нашем понимании отрасли, это по сути каждый аквэд. Мы брали каждый аквэд, выкачивали из базы Spark Interfax по нему, по соответственному виду деятельности, базу данных по компаниям. И, собственно говоря, по данному аквэду делали соответствующий расчет. То есть то, как считает UN Habitat, городской продукт, ну он же на самом деле и под городским продуктом UN Habitat считает, собственно говоря, вклад конкретной отрасли в экономику муниципалитета в наших пониманиях. Собственно говоря, такой же формулы можно посчитать, собственно говоря, и региональный продукт, можно также посчитать совокупный и, соответственно, национальный продукт. Но нужно понимать, что и UN Habitat, и, в общем, все исследователи, которые пользуются в том числе данной формулой, они говорят о том, что это приближенная оценка. Нужно понимать, что все цифры являются приближенной оценкой. То есть они не являются
точным абсолютным измерителем в силу множества причин. Одну из них я вам уже назвал. Это, собственно говоря, неполнота статистической базы, которую мы имеем, то, что вы видели, серые зоны. Второй момент связан с тем, что неполнота базы, например, Spark Interfax того же, да, то есть когда мы отгружаем какие-то статистические данные по компании, мы видим, что компании ведут активную экономическую деятельность, у них есть доходы и расходы, но при этом мы видим, что среднесписочная численность сотрудников у них стоит прочерк. Соответственно, мы не можем учесть этих людей, потому что мы не знаем, сколько это людей. Мы согласились внутренне себя на то, что мы не будем иметь ряд данных и не сможем до копейки посчитать, собственно, общий вклад креативных индустрий. Согласились мы это только для того, чтобы иметь в конечном итоге сейчас общую тепловую карту вклада креативных индустрий по всей стране и увидеть все эти дырки там, где мы не имеем возможности что-то посчитать. Так как в основном муниципалитеты, которые лишены данных, собственно говоря, статистических, которые мы могли бы учесть, в основном это такие, скажем, отдаленные муниципалитеты на краях областей и регионов, в которых даже там, где есть статистика, вклад креативных индустрий составляет какие-то тысячные проценты, вот, то есть стремится практически к абсолютному нулю, то в целом погрешность на самом деле не очень велика. Вот, собственно говоря, какие данные мы использовали? Как я уже сказал, мы использовали численность занятых в отрасли национальной экономики, среднесписочную численность занятых и, собственно, среднесписочную численность занятых в отрасли. Использовали данные по соотношению уровней заработной платы в самой отрасли и отрасли национальной экономики. То есть что это значит? Это мы, значит, брали данные из Росстата, сколько средняя заработная плата по муниципалитету, например, и средняя заработная плата в отрасли, сколько она составляет, и смотрели их соотношение. Таким образом, вычисляя по данной формуле каждую отрасль и потом складывая как в общий показатель, мы получали данные цифры. Собственно, что сейчас и происходит на уровне всех регионов. Собственно, сама формула, по которой мы вычисляли базовая, она выглядит вот так. Чуть-чуть в адаптированном виде самой юнхабитатовской формулы. Вот. Что еще могу сказать? Почему мы еще выбрали данный метод? Данный метод мы выбрали потому, что данные по уровню заработных плат, численности работников и, собственно говоря, и в уровню регионального продукта, размеру, да, или ВВП, да, это общие открытые данные, то есть они известны всем, все их могут посмотреть, и то есть нас можно проверить, можно самостоятельно пересчитать, можно самим открыть Росстатовскую базу, можно самим открыть Spark Interfax, взять любую отрасль, подставить цифры, пересчитать и сказать: ребята, у вас, вот цифры совпадают, да, там. Вот. Вторая причина, почему мы эту выбрали формулу, это очень технологический подход. Дело в том, что если бы мы пошли по пути вычищения данных, то есть проверки качественно данных с точки зрения того, что вот есть какая-то компания, которая занимается по АКВЭДу основному креативными индустриями, да, и мы бы стали обзванивать эти компании, выясняя, действительно ли они занимаются креативными индустриями, либо у них это просто указан АКВЭД, вид деятельности как основное, на самом деле они торгуют лесом по дополнительному АКВЭДу, что правильно было бы сделать, к сожалению, мы бы тогда не закончили этот расчет, наверное, и через год. Потому что страна у нас большая, муниципалитетов много, компаний тысячи и тысячи и тысячи, и качественной чисткой данных, к сожалению, заняться чрезвычайно тяжело. Второй момент связан с тем, что все те же самые методики мы можем применить в другой стране. Мы можем взять данные другой страны, посчитать их по данной методологии и сравнить себя с другой страной.
каков уровень вклада отдельного муниципалитета, региона и страны в целом. То есть мы можем себя сравнивать. То есть вот мы выбрали такую методику, которая весьма технологична, позволяет нам, ну, в относительно короткие сроки по меркам расчета статистических исследований собирать такую тепловую карту вклада креативных индустрий по муниципалитетам страны, по всей стране. То есть, ну, в целом перерасчет по всей стране занимает примерно у нас 2 месяца. То есть если мы на следующий год соберемся пересчитать, какого состояния в 2020 году было креативных индустрий, ну, у нас займет это примерно 2 месяца, а не целый год. Что, в общем, достаточно быстро. Второй момент, нас всегда можно проверить. И в третий, собственно говоря, мы можем сравнить себя с другими странами и регионами. Вот примерно так мы считали и этим себя мотивировали, выбирая такую методику и такой подход в расчетах. Угу. Да, Илья, на самом деле, вот вначале, когда мы получили данный материал и готовили это мероприятие с коллегами из корпорации развития Якутии, тоже так очень было интересно понять про эти цифры и то, что вы вплоть до таких наших глубинных районов улусов республики дошли, да, скажем Да, так. ну то есть у нас изначально была цель поставлена нами очень четкая. Мы не хотели считать просто регион, потому что мы понимаем, что это достаточно глупо раскрасить регионы в разные цвета, потому что это будет не показывать на самом деле реальную ситуацию. То есть можно насчитать в условном Екатеринбурге какие-нибудь, не знаю, 3% и весь регион покрасить в красный цвет, сказав, что там 3% креативных индустрий. Это не будет правдой на самом деле. Это Екатеринбург сам как муниципалитет вкладывает 3%, а вокруг него все будет по нулям. И вот это будет настоящая правда. То есть вот все остальные муниципалитеты вокруг будут там по каким-то долям, нулям и так далее, и так далее. И вы видите, что, собственно говоря, да, вот региональные столицы – это прям красное ядро, такое горячее, а все, что периферия, это все видно, что там креативных индустрий нет, либо вообще почти нет, потому что они носят какой-то там добывающий характер, у них профиль в большей степени, либо вообще это сельскохозяйственные территории, на которых в основном занимаются сельским хозяйством. И это справедливо, то есть работать от уровня муниципалитета считать. Плюс мы, например, при расчетах нашли аномалии. То есть когда мы считали по муниципалитетам, ну, представьте себе там регион сравнимый, там какой-нибудь, там типа Янао, Хмао или что-то такое, там красным горит региональные центры, все замечательно, и вдруг неожиданно красным с высоким показателем креативных индустрий, но относительно региона, опять же, загорается какой-нибудь периферийный муниципалитет, где мы понимаем, что 4 села, 1 поселок городского типа и лес – и больше там ничего нет. Какие креативные индустрии? О чем вы? Что это такое? То есть у нас время от времени в регионах встречаются подобные аномалии, и ответ на эти аномалии для нас был получен относительно простой. То есть это потребовало некоторого дополнительного изыскания, но тем не менее. В данных муниципалитетах зарегистрированы разного рода свободные экономические зоны, которые попутно стали, так или иначе, местами регистрации юридических лиц. Нет такого юридического лица, которое бы не хотело платить поменьше налогов. Соответственно, это одна из причин, почему креативные индустрии там загораются более ярким цветом. Они там зарегистрированы, номинально они там не сидят, физически, скорее всего, они сидят в центральных столицах, но зарегистрированы они там, налоги платят они там, и, соответственно, в статистику они попадают как компании, действующие на этой территории. Это первая причина. Вторая причина может быть, что там размещено производство. Как я сказал, мы в том числе в креативной индустрии включали ряд типов производств, которые взаимно увязаны с креативными индустриями и неразрывны от них. То есть они полностью от них зависят. Вот, поэтому
Если там находится производство, на котором сидит там 100-150 человек, соответственно, у нас тут же, или их несколько, как правило, у нас тут же все начинает загораться более яркими цветами. Вот две причины, почему возникают эти аномалии. Иногда они сходятся, то есть это и, собственно, зона, свободная экономическая зона специальная, да, и там, собственно, в этой зоне сидит еще и производство. То есть одно другому не мешает. Вот причина такого рода аномалий, которые мы видим. Но в целом, если безотносительно судить этих аномалий, в целом картина по России представляется такой, какая она в принципе ожидаемо должна быть. Региональные центры выделяются на общем фоне, периферия абсолютно нулевая. Хорошо, Илья. Смотрите, я думаю, что у коллег есть вопросы. Если есть вопросы, давайте обсудим. Потом, смотрите, учитывая то, что у некоторых участников ограниченное время, да, послушаем по архитектуре, потому что, судя по вашему исследованию, архитектура везде по 3 критериям топ-1. Ну, в топ-3 здесь указано на первом месте. Вот. Получилось. Я человек цифирик. Хорошо, коллеги. Есть ли вопросы относительно исследования? А можно вот последний графический слайд, там немножко я не разглядел, получается там рейтинги первые 3 места и как бы повторяются участники, да? Что это означает? Какие-то данные? Последний графический слайд, повторяются участники, это вот это? Да, вот. Ну, смотрите, здесь сформирован топ-3 отраслей по акведам, которые, собственно говоря, по 3 разным разрезам занимают лидирующие позиции. То есть первый столбец – это по количеству организаций зарегистрированных, второй столбец – это по количеству занятых людей в этой отрасли, и третий, собственно говоря, это по генерируемой суммарной выручке в миллионах рублей. То есть, условно говоря, так получилось, что компании, которые работают в сфере архитектуры, они самые топовые по количеству организаций получились, самые топовые по занятости и самые топовые по генерируемой выручке. А к данному направлению относятся строительные компании? Нет, у них главное, то есть мы как считали, мы брали компании, у которых ведущий аквед, там какой-то. Очень просто, на самом деле. Аквед это строительные работы, то нет. Илья, добрый день. На самом-то деле все просто. Вот меня, знаете, даже сразу коробит. Вот Иван только что перед самым началом нашего мероприятия начал называть креативные индустрии, и архитектуру даже не назвал. На самом деле сегодня действительно вот подтверждает та работа, которую проводит и ОСИ, и корпорация развития. Просто архитектура – это чистый вид деятельности, который действительно относится к креативной индустрии. И все, кто занимается архитектурой, дизайном, они и акведы, соответственно, регистрируют. Вот только просто как, например, подтвердить, что, вот как Иван сказал, у нас много модных кафе, что они специально, ну, как бы, индустрия креативная. Как это подтвердить, если люди, извините, занимаются торговлей? Вот это уже другой вопрос. Поэтому по архитектуре все чисто, все действительно реально. Другое дело, как цифры нарастить по другим индустриям. У меня вот такой комментарий. А можно уточнить вопрос, как нарастить цифры по другим индустриям, увеличить? Имеется в виду, если вы картину вот сейчас показываете аналитическую, что топовой является архитектура, действительно я согласна в какой-то мере с коллегами, да, что креативная индустрия – это же не только про архитектуру чистую, дизайн или изобразительное искусство. Да, нет, это более 40 наименований видов деятельности. Да, много наименований, но вот, например, как показать действительно, что и другие акведы, собственно говоря, являются креативной экономикой. Это скорее вопрос не ко мне, а вот коллегам Афанасий, Иван, корпорация развития, которая сегодня очень здорово проводит работу по аналитике вообще креативной экономики, да, потому что мы, когда говорим индустрия, это чистый аквед. А когда говорим экономика, как вот ребята любят говорить, креативными сегодня могут быть все.
управленец, извините, который работает вот во власти, не знаю, там, любой абсолютно вид деятельности. Вот наша задача переформатировать экономику таким образом, чтобы креатив был в начале, и это основная задача. А вот как это показать, ну, в совокупности аналитику, что креативных индустрий полно, ну, это, не знаю, это, скорее всего, ваша задача. Просто я вот к тому материалу, который вы подготовили, великолепный материал, аналитика классная, но и вопрос к тому, почему архитектура в топовых позициях, только потому что у архитектуры чистый аквы. Все. А остальное просто многие, действительно, может быть, есть сферы, которые креатив показывает, но их не отразить в этой аналитике. Ну, да, я согласен с вами, это действительно сложная задача, это, ну, мы с коллегами много про это говорили и продолжаем говорить, там, про то, что, ну, условно говоря, все прекрасно представляют себе там автомобильное производство какое-нибудь, да, и понятно, что у компании Volvo есть специальный отдел, который занимается дизайном, да, и, например, инженерией. Вот эти два отдела – это их креативная экономика, а все остальное – это не креативная экономика. И как вот это отдельно выделить и нормально посчитать, чрезвычайно сложно на самом деле. То есть в существующих реалиях российской статистики и сбора данных посчитать это, ну, если почти нереально, то представляет собой колоссальную аналитическую задачу. Вот. Поэтому мы на сегодняшний день действуем в рамках тех вот цифр, которые нам всем доступны. Вот можно ли вопрос? Добрый день, коллеги. Ну, как предложение, да. А вы вообще выходили на Росстат с инициативой вот, расчета этих всех показателей? Ну, смотрите. Росстат читал, а не вы. Смотрите, да, у нас есть такой прописанный, собственно, у нас есть целый перечень по итогам всех этих расчетов, прописанных предложений, что надо бы, хорошо бы начать делать, но тут надо начинать с другого конца, не с Росстата. Условно говоря, это в том числе предмет нашей с вами сегодняшней дискуссии креативного четверга. А вообще нужны ли региону креативные индустрии? То есть смысл этой статистики в том числе был, чтобы посмотреть, в каких регионах креативные индустрии вообще существуют. Потому что хочу отметить, что есть регионы, объективно действительно регионы, в которых доля креативных индустрий 0,5% вообще. И это можно грешить на статистику, можно не грешить на статистику, ну, собранные данные исходные, да, которыми мы апеллируем. Но, тем не менее, ну, как бы мы видим это. И, соответственно, вот я регион, вот у меня такая доля креативных индустрий. Надо мне вообще это развивать для себя или не надо? И регион должен для себя сам принять это решение. То есть, ну, как бы, стоит ли этот сектор экономики того, чтобы вообще в него упирать? Может быть, не знаю, там, у меня замечательно идут дела в других секторах, и сейчас играться в эту игрушку, ну, зачем? Вот. А есть регионы, в которых доля креативной экономики просто колоссальная. Ну, там я не говорю про Москву, Санкт-Петербург, это все понятно, да? Но есть там, не знаю, тот же самый Екатеринбург, есть Краснодар, есть Калининград, вот, в которых эта доля составляет 4-5%. И это достаточно много. Вот, соответственно, это предмет для разговора. Это, там понятно, что есть за этими цифрами экономическими есть конкретные взятые люди, которые делают руками и головой чего-то, что составляет эту экономику. То есть с кем работать. Вот, соответственно, и эти регионы, в том числе, например, как Саха-Якутия, например, там принимают для себя сейчас стратегии, открывают соответствующие департаменты по поддержке креативных индустрий. Сейчас в эту сторону занимается, как известно, это ХМАО, Свердловская область сейчас планирует это для себя, Калининград уже делает, Москва это делает для себя, Ставропольский край рассматривает это для себя, Приморский край рассматривает для себя принятие уже программы и, соответственно, открытие департамента, соответствующее по развитию креативных индустрий. Вот. То есть этот процесс таким ползучим методом, он идет по территории Российской Федерации, но для того, чтобы вообще обращаться к Росстату и просить его о том, чтобы он считал как выделенный отдельный сектор эту экономику, разработал соответствующую методологию сбора данных и подсчета этих креативных индустрий, нужно для того, чтобы на уровне федерации, о том, что, о чем говорил, собственно говоря,
вот сейчас на креативной неделе в Москве прошедшей, или Арт-Таврида, которая прошла, говорил Сергей Александрович Капков, или вот говорят очень многие, нужно, чтобы существовала некая, как минимум, федеральная программа или федеральное законодательство, которое бы четко прописывало бы, что такое креативная индустрия в понимании Российской Федерации. То есть креативная индустрия – это. И дальше идет перечень того, что мы все согласились и договорились о том, что мы понимаем под креативными индустриями. Это пункт 1, собственно говоря. И исходя уже из этого, признавая этот на федеральном уровне сектор экономики, можно апеллировать к Росстату о том, чтобы он вел системную статистику расчета и исчислений, собственно говоря, этого сектора, как он сейчас ведет, вычисляет долю сельского хозяйства, долю тяжелого машиностроения, там, легкой промышленности и так далее, и так далее, и так далее. То, как он это вычисляет. Вот. Чтобы появилась отдельная строчка и было бы написано креативная экономика, там, Якутия, Вологда, Москва и так далее, и так далее. То есть можно было зайти в базу ЕМИАС и всем спокойно данные для себя получать и отгружать. Вот. Ну вот как-то так. То есть все справедливо к Росстату, но для того, чтобы Росстат предлагать что-то, нужно для начала закрепить законодательно. Нужны ли они нам, эти креативные индустрии, и что это такое? Хорошо, коллеги. Да, спасибо большое за пояснение, Илья. Ирина Дмитриевна, у вас 5 минут. Да. Ну, на самом деле, коллеги, очень приятно, да, что такие мероприятия у нас проходят. Я особо хочу поблагодарить все-таки наших коллег с Агентства стратегических инициатив, Корпорации развития Якутии, что эти вопросы действительно вышли благодаря работе и помощи со стороны оси на такой высокий уровень. Потому что сколько мы раньше занимались, и Министерство культуры, Владислав Валерьевич здесь, раньше, помните, когда еще только-только начали обсуждать там инновационный комплекс «Земля Лунхо», и очень много говорили, что надо развивать креативную экономику, мало кто понимал. Поэтому вообще суть того, что сегодня ребята делают, это, конечно, очень здорово. Вот. Что касается нашей сферы, ну, мы всегда, Илья только что подтвердил, что к нам вопросов нет, мы действительно креативная индустрия, и мы делаем все максимально возможное для того, чтобы охватить как можно больше людей. У меня вот, если разрешите, я вам, может быть, чуть-чуть покажу презентацию, чуть-чуть, пару кадров. Как мы сегодня ведем работу, мы как орган исполнительной власти. Можете демонстрировать. Да, всего 2-й год работаем, да, но как отдельный выделенный орган исполнительной власти, потому что для нас, так, сейчас открою, для нас, до нас здесь, в Республике Саха-Якутия, ну, как бы, везде, как во многих субъектах, курирует вопросы архитектуры, как правило, Министерство строительства. Архитектура была в составе Министерства архитектуры. Вот благодаря поддержке Арсена Сергеевича, когда мы в городе начали работу, он всегда говорил, что архитектура, и соглашался с президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, что архитектура должна быть во главе всего, и вывел в прямое подчинение главного архитектора города, еще будучи главой города. Да? И когда стал главой республики, он выделил управление архитектурой в отдельный орган исполнительной власти. Благодаря этому мы сегодня работаем по всей республике, курируем программу формирования комфортной городской среды, работаем очень много по граддеятельности, по комплексным подходам. И вот маленькие мы сделали итоги 2-летней работы. Посмотрите, сколько мероприятий проведено нами совместно с Центром компетенции по вопросам городской среды, который мы создали. Да? Одним из основных показателей нацпроекта «Жилье и городская среда» является вовлечение жителей в процессы формирования. А это как раз и есть вот тот креатив, который мы пытаемся донести людей. Мы больше 40 тысяч просто физически вовлекли за 2 года в наши, нами только проводимые мероприятия. А если представить себе, сколько мы делаем совместно и с точкой кипения, и с корпорацией развития, и с Министерством культуры, и со всеми городскими сообществами, вот я вижу там Лена Пирс, сколько мероприятий, огромное количество именно креативных направленностей мероприятий проводится в республике, и это все кипит. А наш технопарк, а наши ребята там с IT-сферы, разные там, я не знаю, чего только не проводят. Огромное количество людей в республике вовлечено именно в понятие креативной экономики. Благодаря этому развиваются наши города, мы делаем
кучу проектов, которые в составе в своем уже содержат понятие креатив. Например, благоустраивая то или иное общественное пространство, мы для себя одну из главных целей поставили, знаете что? Еще в 2017 году, когда проходил Форсайт, здесь, в Якутске, Форсайт Плод, мы уже тогда этот слоган придумали. Лето. Learning, Emotion, Tradition, Opportunity. Это сеть круглогодичных общественных пространств. Сегодня наша задача создать в городах, в селах вот те пространства, в которых жизнь должна меняться полностью кардинально. Вот на слайде представлен это первое сельское поселение, где мы создали общественное пространство такого же уровня, как в городах. У нас в республике вот это первое пространство. И посмотрите, маленький, очень маленький объект круглогодичного пользования, это павильон с террасой наверху, с возможностью проводить там огромное количество мероприятий. И туда сегодня зашли предприниматели, вот здесь покажу прямо слайд, как там сейчас все это происходит. Буквально сейчас там в этом году мы проработали первый дизайн-код сельского поселения. Я думаю, что мы не побоимся этого слова. В стране для сельских поселений не разрабатывались еще дизайн-коды. Мы в Республике Саха-Якутия разработали дизайн-код, привлекли студентов с Арктического института искусств и культуры, нашего Северо-Восточного федерального университета, где есть кафедра архитектуры. Сейчас называется Аграрный университет, кафедра ландшафтной архитектуры открыта буквально вот в прошлом году. Они нам помогли разработать брендинг, мы огромное количество мероприятий провели с людьми. И вот обратите внимание, маленькое кафе в селе Белгородск, оно такое же, как во всех городах не только республики, но и страны. И таких точек сегодня появляется достаточно много в республике. Кроме того, что мы работаем по отдельным объектам, мы, конечно же, стараемся комплексно подойти. Вот посмотрите, какие объекты мы сегодня реализовываем. Например, остановки автобусные, обычные, брендированные, это только в селе Белгородск. Я еще, кстати говоря, в стране такого пока не видела. В прошлом году муниципальная практика у нас Майя выиграла. Ну, обычные остановки, если в селе появляются, люди рады. Но вот где вы еще увидите брендированные остановки или брендированные лавочки в селах, в зоне Арктики или в северных каких-то регионах? Это еще более-менее у нас лучший, конечно, Татарстан. Сейчас там рвут чарты Мурманск и Мурманская область. Но мы с коллегами со всеми очень активно сотрудничаем. Но вот в части именно того, что это совокупность экономических факторов, то есть как влияет вообще обустройство таких пространств на города, на жизнь в городах. Вот это то, чем мы сегодня занимаемся. И вот это город Нюрба. Мы открыли там проект победитель конкурса «Малые города и исторические поселения», сделали круглогодичное общественное пространство, в котором половина отдана под кафе, предприниматели сделали модное кафе, уже там фотосессии полностью проводятся. Половина отдана под офис управления, дирекции управления общественным пространством города Нюрба. Всего 10 тысяч человек в этом городе. Поэтому мы со своей стороны, ну, я считаю, проводим достаточно много работы, и наша задача сейчас усилить эту работу в части вовлечения больше людей, больше жителей республики. И таким образом у нас в республике вообще само понятие креативная экономика, оно, конечно, очень востребовано. Поэтому приглашаем всех к партнерству, взаимодействию. Очень мы надеемся на плотное сотрудничество с нашими ребятами дальше, с корпорацией развития Якутии. Я еще про крупные проекты не рассказала. У нас же там парк будущих поколений, который мы в России прокачивали. Да? Развитие объектов туристической инфраструктуры. Вот Наталья тут есть. Проводили специальные конкурсы. То есть мы сейчас достаточно активно в этой сфере работаем. Вот у меня вкратце все, Иван. Да, Ирина Дмитриевна, спасибо большое за кейс. Я думаю, что да, мы должны стремиться к тому, чтобы также быть организованы, ну, как и архитектура в целом, как область, да. Вот, и это очень хороший, серьезный показатель. Ну и должна быть соответствующая поддержка и принятие, наверное, государством того, что, ну, другие индустрии тоже являются таким серьезным, и соответствующий подход должен быть, наверное, да. Можно я маленькое предложение озвучу? У меня сейчас совещание будет, Иван. Предложение, да, у меня вообще предложение, я вот всячески поддерживаю коллег, которые работают в этой сфере. Нам в республике действительно нужна сеть таких вот и точек кипения, и сеть каких-то, как пространство развития, да, и сеть технопарков, которые сегодня ребята делают. То есть это все в совокупности
нуждается в государственной поддержке для того, чтобы в любом населенном пункте республики, особенный акцент сейчас на районах, где развитие туризма, как такой сейчас прогрессивный вид деятельности, да, в креативной экономике. И, конечно же, арктическая зона, в которой люди живут очень тяжело, но при этом только креатив позволит делать комфортными жизни наших жителей, комфортной жизни. У меня все, спасибо. Да, спасибо, Ирина Дмитриевна. Ну, условия нужны всем, в первую очередь, тем индивидуальным предпринимателям, которые работают в сфере креативных индустрий, музыкантам, художникам, дизайнерам и так далее, да, и действительно вот такие пространства развития и что-то по типу технопарков, они, чем больше у нас таких будет мест, тем больше и условий для развития. Хорошо, тогда, коллеги, мы сейчас, смотрите, прежде чем перейти к генерации, да, идей и прочего, идей и предложений, нам нужно вот выработать видение, послушать, посмотреть, какие сферы развиты, да, и так далее. И я хочу передать слово заместителю министра культуры. Так, Владислав Валерьевич, вы здесь же, да? Давайте вот вас послушаем. Спасибо. Приветствую всех участников и хочу, конечно, пользуясь случаем, тоже поблагодарить ОСИ, Центр городских компетенций и Корпорацию развития Якутии за исследования, которые проводятся в сфере креативных индустрий. Конечно, это очень вообще в целом расширяет наше понимание этого явления и очень, я думаю, в дальнейшем будет способствовать развитию. Я хочу попросить вот сейчас демонстрацию экрана. Можно ли ее включить? Да, сейчас. У меня тоже небольшая презентация подготовлена. Да, сейчас уже можно. Так, ага. Ну вот, в целом меня подготовили информацию, мы договорились, что я подготовлю информацию по формам поддержки креативных, культурных, творческих индустрий. Но здесь вот видно, да, у меня листается, да, слайд? Нет, пока не видно, ничего не видно, да? Не демонстрируется. Так. Семен, так, может как-то... вот сейчас, вот сейчас видно, загружается. Да? Конечно, вот уже наметилась как бы дискуссия, да, что же мы, собственно, подразумеваем под креативными индустриями. Здесь мы для себя выделяем наиболее важный сегмент культурной индустрии, поскольку ну, вот наша сфера, она касается именно художественной деятельности, и именно на развитие культурных индустрий мы больше внимания обращаем. Да, и не только потому, что это как бы, ну, относится к сфере культуры, но в целом это вообще разные концепты, которые подразумевают разные подходы со стороны государства и государственной политики. И есть вот как бы альтернативные термины, которые часто тоже используются, и, к сожалению, вот есть тоже путаница, каждый подразумевает свое видение, да, что он, собственно, под этим видит. И вот на основании вот тех общетеоретических подходов, которые сложились уже, мы предлагаем ну, вот сделать как бы такую дифференциацию. Есть понятие культурной индустрии, есть понятие креативной индустрии. И вот в графе «Культурная политика» можно увидеть, что по культурным индустриям сложилась практика субсидирования организационной информационной поддержки, а в отношении креативных индустрий сложилась как бы ну, вот как раз-таки политика в области ограничения регуляции. И это связано не только с тем, что ну, вот органы культурной политики отказываются поддерживать креативные индустрии. Это связано вообще с самим понятием, поскольку любое бюджетное финансирование, оно подразумевает зависимость. И креативные индустрии, поскольку они нацелены на независимость от официальной власти, да, не сказать, что от государства, а больше как бы от власти, то по этой причине они нацелены на то, чтобы развиваться как коммерческие направления и, соответственно, как бы ну, вот, развивать те направления, где официальная власть, официальная культурная политика не участвует.
Вот следующий слайд. Здесь вот мы выделили те направления, которые наиболее актуальны, в частности, вот в области художественной деятельности. И здесь вот нужно понимать, что, допустим, под видом деятельности как кино мы подразумеваем сразу всю как бы ширь и как бы все возможные формы вообще проявления этой деятельности. Но кино же, оно подразумевает в себя и любительское кино, да, это самодеятельность, это и артхаус, авторское кино, то, что можно соотнести с искусством. Национальное кино, в принципе, вот такой же подход, он просматривается на федеральном уровне, то есть то кино, которое работает на национальное самосознание, на сохранение идентичности, на сохранение культурного кода. И мейнстрим – это вот коммерческое кино, чисто вот или же романтические комедии, или какие-то молодежные комедии, боевики, там, ужастики. Вот у нас очень популярный жанр, да, это то, что имеет коммерческий успех, то, что может развиваться как креативная индустрия, которая направлена как раз-таки на коммерческое производство. И такой срез можно сделать по любому, в принципе, виду деятельности. Я здесь отдельно не останавливался на архитектуре, да, вот там, допустим, на фотографии. Их очень много, этих видов деятельности, и везде можно выделить такие сегменты, которые можно соотносить и к проявлениям, допустим, искусства, как бы к тем проявлениям, которые, ну, характеризуют вообще высший уровень владения мастерства. Есть формы, которые как раз-таки нацелены на коммерческое производство, коммерческий выпуск. Поэтому, ну, вот все-таки предлагаем разделять вот эти вот понятия и вот обращать на это внимание. И, собственно, вот как бы те формы поддержки, которые могут быть, мне очень нравится вот подход, который есть у такой организации, как Центр стратегических разработок фонда Calvert-22. Руководитель этого фонда к нам сюда тоже приезжал, Денис Щукин. И вот у них есть очень такие сфокусированные такие формы поддержки, которые мы можем проследить как раз-таки на тех мероприятия, которые осуществляются у нас в республике в отношении культурных индустрий. То есть, вот возвращаясь к прошлым слайдам, здесь можно сказать, что вот та графа, которая как бы относится к культурным индустриям, в этих направлениях у нас везде есть определенная продуманная государственная политика по форме поддержки. Есть у нас и государственные учреждения, которые, собственно, вот этими видами деятельности занимаются, и есть различные формы субсидирования для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Здесь следующие формы поддержки – это экономическая диверсификация, создание креативных кварталов. Сейчас вот поздравляем наших коллег с тем, что вот у нас запускается новый креативный кластер, квартал труда. На самом деле это уже 4-й кластер, который появляется у нас в республике. И у нас тоже есть свой опыт, Дом художника. Не сказать, что самый удачный, но тем не менее вот у нас есть там свои ошибки, тоже и свои недочеты. На самом деле важно не только, чтобы эти кластеры создавались, но и чтобы они продолжали свою работу, потому что они, к сожалению, имеют тенденцию потом закрываться через определенное время. Но в то же время эта практика такова, что это везде происходило так. Допустим, в Великобритании там создавались кластеры, и когда они становились коммерчески успешными, эти собственники повышали стоимость для художников, да, и говорили, что вчера здесь площадь стоила 5 рублей, да, завтра будет 50 тысяч рублей стоить. И, соответственно, как бы художникам приходилось двигаться в другие места, осваивать другие уже пространства. Поэтому это как бы неизбежный процесс. Вторая форма поддержки – это комфортное окружение, создание мегасобытий. Для нас таким мегасобытием было «Дети Азии». Вот в 2020 году мы этого лишились. Дело в том, что вот эти спортивные игры, они подразумевали большое количество культурных мероприятий. У нас и биеннале как бы было тоже приурочено к проведению Детей Азии. У нас по цирковому искусству мега-события были, и то, что касается исполнительских искусств, тоже несколько фестивалей международного масштаба, они как раз-таки у нас проходили во время Детей Азии, и у нас
количество посещаемости как раз-таки подскакивало вот в те годы, когда у нас проводились Дети Азии. Потом мероприятие «Открытая культура» – это проведение общегородских акций, мероприятий, фестивалей. Либеральное образование. Мы очень благодарны тоже Ивану за поддержку наших учреждений культуры. Вот сейчас дома культуры у нас очень активно работают по акселератору. И, конечно, такие формы, они позволяют нам развиваться, не застаиваться, искать новые формы сотрудничества и активности. Потом какие-то формы, которые связаны как раз-таки по взаимодействию с бизнесом, с сообществом, предпринимателей между собой, поскольку, конечно, любая сфера предпринимательства, она часто ведет к тому, что предприниматель оказывается изолированным в информационном смысле, и, конечно, очень важно какие-то формы взаимодействия находить. Также здесь вот как мера предлагается поддержка на муниципальном, региональном, федеральном уровне через наделение структур полномочиями по мониторингу и протекции предприятий креативного сектора. Вот мониторинг у нас тоже вот появляется. Это, конечно, очень важно суметь все посчитать и классифицировать. И вот седьмой вид поддержки – развитие сети распространения очень важен, на мой взгляд, поскольку, в целом, вот поддержка развития креативных культурных индустрий часто подразумевала как раз-таки стимулирование не самих авторов, а именно сети распространения, как у нас, допустим, было в кино, да. То есть для нас было важно в определенный момент создать сеть распространения с тем, чтобы кинопроизводители сами могли создавать коммерчески успешные продукты. Как у нас было с фильмами, с такими фильмами, как, допустим, КРЛ или Агент Мамба, когда затратили 3 миллиона, а получили доход в 15 миллионов, да, то, соответственно, съемочная группа понимает, что это коммерчески выгодно и может работать. И, соответственно, появляются новые проекты. То есть нам, конечно, в большей степени, наверное, все-таки нужно было бы ориентироваться на создание вот как раз-таки сбытовых таких сетей, которые позволяли бы функционировать креативным индустриям самостоятельно. Вот на этом закончу. Спасибо за внимание. Постараюсь потом подключиться. Извините, я тоже должен бежать. У нас сейчас учение происходит. Желаю всем успешной работы. Спасибо, Владислав Валерьевич. Да, хорошо было бы в конце, в 5 часов, к нам присоединиться и послушать, какие у нас предложения и видения по поддержке креативных индустрий. Да, спасибо за презентацию. Вот мы увидели разделение и понимание того, как отличается самодеятельность от искусства и так далее, да, культурной индустрии от креативной индустрии. Это, да, действительно такая тема, которая, в той или иной степени спорная, да. Кто-то считает, что нет, креативной индустрии сами по себе, вот культурная индустрия – это вот так отдельно. Хорошо, друзья, я предлагаю пойти дальше, двигаться дальше. Значит, у корпорации развития Якутии имеются большие наработки аналитического плана, сбора информации. И Захаров Афанасий нам представит презентацию по практикам, креативным практикам. Угу. Афанасий, тебе слово. Добрый день, коллеги. Я постараюсь вкратце объяснить, что мы делаем, почему мы именно те или иные шаги делаем для развития такого понимания, как креативная экономика. Хотелось бы поблагодарить предыдущего спикера Владислава Валерьевича. Действительно, возможно, мы в прошлом году не понимали разницы между культурными и креативными индустриями, то есть не разделяли, да, но сегодня мы, можно сказать, наверное, четко видим, возможно, как бы мы могли это все использовать, да, то есть те успехи, которые сегодня есть у нас в креативных индустриях, будь то кино, да, IT, и наша надежда, что это все будет коммерчески успешно не только у нас в республике, а на внешних рынках, на мировом уровне и так далее. Все это, безусловно, не состоялось бы без той
тех базовых вещей, которые были созданы до этого, да, то есть без вот этих театров, домов культуры, без этого бесчисленного количества актеров, продюсеров, да, сценаристов, даже художников, да, не было бы, наверное, Майтоны, не было бы, наверное, вот этих агентов Мамба, которые там окупаются и так далее, и так далее. То есть здесь, вот, безусловно, не на пустом месте строятся у нас наши проекты, да, все это имеет большие предпосылки, да. Вот раньше, если мы думали, что, вот, например, фильмы, там, которые не окупаются, да, там, вот, тот же «Тайна Чингисхана», который там невероятные затраты не окупилась и так далее, и думали, что это вот, условно, там, да, как можно было столько денег потратить, ничего не заработать, то сегодня это очевидно, что без этого такого мероприятия, да, такого проекта, ну, не зародились бы сегодняшние проекты, да, вот в то время же, вот это же все учится, да, наше население учится, как вот от точки А, да, вот прямо вот от идеи довести это все до там уже внешних рынков, там транслировать это все. То есть вот, мне кажется, вот именно те наработки, которые были, да, вот именно практика, да, на практике наши люди научились делать кино, научились его там выводить и так далее. И как раз-таки именно для этого все было, да, чтобы вот сегодня, там, завтра уже появлялись какие-то действительно успешные проекты. То же самое IT, да, вот у нас же очень хорошая математическая школа была, точнее, есть, да, всегда, там, Северо-Восточный университет, у нас Олимпиады всегда проводятся и так далее. И вот как только пришел к нам интернет, да, это все дало свои плоды сразу, да, то есть появилась большая IT-индустрия и так далее. Вот, и вот что мы делаем, да, я вот вкратце расскажу, вот почему мы разделяем, вот, возможно, даже не стоит вообще разделять индустрии, да, какие-то отдельные отрасли, да. То есть вот есть, например, британский подход, когда они говорят, что креативная индустрия – это та индустрия, где более 30% занятых в этой отрасли – это творческие люди. То есть здесь главное не отрасль сама, а люди. Да, то есть эти люди есть, вот как и Илья Токарев сказал, да, то есть они есть везде на самом деле, в каждой отрасли есть. То есть, например, если сравнивать, да, у меня слайд пропал, оказывается. Ну ладно, давайте попробуем сравнить. Там есть, например, фотоиндустрия, да, в фотоиндустрии есть там есть небольшие лавки, которые делают фото на паспорт, а есть, вот, например, как у Алексея Павлова, да, там, творческое пространство. То есть где вот эта вот граница креатива? Да, то есть они же на самом деле оба фотоиндустрия, но в первом случае, когда это просто фотолавка, ну там вот творчеством не пахнет, да, то есть это чистый бизнес. А когда мы говорим там о творческой платформе пространства, это уже вот как раз-таки, наверное, то направление, которое мы можем назвать креативной индустрией. Или там, например, вот как Иван сказал, есть кафешки, да, то есть вот есть общепит, да, есть столовые обычные, а есть там очень креативные точки общественного питания, да, там какие-то заки-бар, там смолл-ток-бар и так далее. Акведы у них одинаковые, но подход совершенно разный. Да, если мы по акведам пойдем, там и там это общепит. Вот, то есть здесь важнее, получается, именно люди, да, творческие люди и насыщение этими людьми. То есть вот когда мы насыщаем, например, айтишники, да, там, это же очень насыщено творческими людьми сегодня, да, это и художники, там, геймдизайнеры и так далее, и так далее. Это не просто программисты, это целая там индустрия творческая получается. И вот когда мы разделяем понятие культурная индустрия и креативная индустрия, вот как раз-таки, наверное, культурная индустрия – это те, которые создают среду, да, чтобы была возможность создать вторую среду под названием креативная экономика уже, да, коммерциализация. И, собственно, вот мы по 3 направлениям сейчас действуем. Это вот как раз-таки первое направление – это насыщение творческими людьми наших каких-то традиционных отраслей, да, начиная от сельского хозяйства, заканчивая там, строительством, транспортом, торговлей. Второе направление – это инфраструктура. Ну, вот вы, наверное, все уже знаете наш проект «Квартал труда», проект «Парк будущих поколений» и так далее. Ну и третье – это в целом инновационная активность. То есть если сейчас очень много внимания уделяется технологическим инновациям, да, то мы видим, наоборот, вот, большую необходимость в маркетинговых инновациях, да, чтобы уметь не только там рисовать, не только там снимать кино, но и все это продавать. Ну, вот, долго не буду рассказывать, вот я расскажу коротко о проектах. Вот мы в этом году запустили проект «Глобальный бизнес», то есть наша главная задача получается теперь не развитие не просто креативной экономики, да, а с помощью креатива развить весь несырьевой сектор.
Когда мы говорим о несырьевом секторе, оно в основном сегодня в Якутии состоит из госкомпаний. Так или иначе, они занимают больше места. Да? И вот первое наше движение – это была трансформация этих госкомпаний. Да, например, там, вот в этом году в ней участвуют 6 компаний. Это авиакомпания Якутия, Алмаз-Энергенбанк, хлебокомбинат, ну и так далее. Вот, например, сравнить вот S7, да, авиакомпанию и авиакомпанию Якутия. В S7 сегодня 150 сотрудников из 800, которые вот в офисе, да, это креативные сотрудники. То есть это порядка каждый 5-й сотрудник, получается, авиакомпании, это креативный сотрудник, да, S7. Вот наша авиакомпания Якутия, ну, к сожалению, там практически нулевая, да, такая креативная активность. И поэтому, и, собственно говоря, такое отношение к потребителям, да, такое отношение к рынку, и вы все видите, как там очень сильно все вот, ожидается, можно сказать. Это вот именно обучающая программа такая. Далее вот парк будущего поколения, о котором говорили, да, то есть это обучение вот креативным навыкам детей. Здесь мы прокачиваем, точнее, и сейчас школа дополнительного образования, которая обучает как раз-таки креативным и предпринимательским навыкам. В этом году вот порядка 30 школ участвует частных. Ну и целевая подготовка кадров. То есть вот первое, ну самое главное, наверное, это кадры, которые вот в будущем будут определять, да, то есть вот мы запустили совместно с Минобром проект «Креативная интенсивность». Вот, наверное, самая такая верхнеуровневая, это сначала верхнеуровневая точка, это маркетинг и вообще стратегирование, чтобы появились под ней другие направления, как брендинг, дизайн и так далее. Ну и вот мы также совместно с Арктическим государственным институтом культуры и искусств в прошлом году вот мы помогали им делать новую стратегию, то есть это не просто институт в будущем, не просто институт культурных индустрий, но и креативных индустрий. Ну и наш проект «Квартал труда» – это вот такая стартовая, наверное, точка, когда вот место, где будут сталкиваться традиционные отрасли, креативные индустрии, чтобы производить вот новые продукты и вообще уравнять шансы вот в борьбе за таланты, кадры, якутские, другие точки притяжения, потому что действительно у нас сегодня нет таких больших точек, где бы человек чувствовал себя комфортно, как будто он не отречен от мира, да, как будто он часть этого мира чувствовал себя. Ну, вот вкратце, наверное, так, много времени занимать не буду. То есть вот наша главная задача, вот есть организация Nesta, которая занимается в Великобритании изучением креативной экономики. У них есть очень краткое, емкое определение креативной экономики, то есть это умение использовать творческий талант в коммерческих целях. То есть вот самое главное наш постулат – это сейчас вот начать учиться использовать наш талант, вот все, что нам дает креативная индустрия, чтобы максимально это монетизировать и превратить уже в какие-то более такие коммерчески успешные проекты. Вот так. Спасибо. Спасибо, Афанасий. Друзья, ну мы увидели, как в практическом плане корпорация ведет работу в плане создания инфраструктуры для креативной экономики, также и образовательные такие курсы, образовательные проекты. И ну, как бы это, наверное, то, без чего не может в широком смысле слова развиваться креативная индустрия. И мы сегодня еще подумаем, что можно дополнительно сделать так, чтобы дополнительно делалось для развития креативных условий в части создания, наверное, да, благоприятных таких условий в виде креативных кластеров, пространств отдельных, и чтобы частные инициативы тоже были поддержаны. Вот. У нас еще есть спикер, как в качестве экспертного мнения, да, мы послушаем Наталью Тюкавкину. Я хочу ей передать слово. И здесь, да, Наталья? Да. Ага. Да, хочу сказать о том, что вот у нас в Якутии появилось отдельное агентство, которое занимается развитием туризма и территориальным маркетингом. Это уже серьезный такой, я считаю, шаг внутри нашей республики, когда туризм и территориальный маркетинг, развитие территории, их позиционирование уже выходит на новый качественный уровень. Поэтому давайте послушаем, Наталья, что же вы нам подготовили к сегодняшнему мероприятию.
Передаю слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Иван, включи, пожалуйста, демонстрацию экрана. У меня буквально 2 слайда. Это я акцентирую ваше внимание, тут буквально у меня 2-3 минутки, на том, с какими задачами мы сегодня сталкиваемся и как мы поддерживаем те проекты, которые мы готовы сегодня интегрировать в нашу повестку. Наталья, можно сделать демонстрацию экрана? Мгм. Так. Не грузит, да? Да, загрузилась презентация, сейчас видно. Мне кажется, Мгм. надо, да, экран полностью. Мгм. Так видно? Видно? Мгм. Ну, еще раз, да, мы на самом деле очень много качественной такой информации о том, что делается сегодня в субъекте. Уверена, нам сегодня нужно объединяться, консолидировать наши возможности, консолидировать наши усилия, потому что то, что сегодня делается в республике, оказывается, с этим мы испытываем массу проблем. Таким образом, получается, что мы живем на одной территории и очень мало знаем о том, чем мы занимаемся на одной горизонтали. Ну что ж, добрый день, уважаемые коллеги. Я представляю вообще агентство развития туризма и территориального маркетинга. На текущий момент мы в первую очередь ориентированы пока на развитие туризма. Распоряжение вышло буквально неделю назад, поэтому мы очень осторожно подходим к тем задачам, которые будут спущены нам в перспективе. Мы в первую очередь акцентируемся на продвижении потенциала Якутии, на продвижении товаров и услуг наших товаропроизводителей, на продвижении наших локальных брендов, ну и, безусловно, на развитие туризма. И достижение этих целей практически невозможно вне канвы креативных индустрий Якутии. Поэтому мы благодарим нашу уважаемую точку кипения, агентство стратегических инициатив за то, что нас интегрировали в повестку, пригласили поучаствовать в таком мероприятии. Туризм неразрывно связан на самом-то деле с развитием креативного сектора. Мы в первую очередь продаем впечатление, в первую очередь продаем уникальный опыт, а это невозможно создать, невозможно реализовать без новых подходов, без новой интерпретации, в том числе без новых механизмов и инструментов продвижения потенциала нашего субъекта. Ну, для развития туризма и в первую очередь для продвижения уникальности нашей территории необходимо интегрировать в креативную экономику то самое наследие, именно туристические наши ресурсы, турпотенциал, который выражается в культурном наследии, в историческом наследии, в повестку вот той самой креативной экономики, в события, в медиа, в архитектуру, в рекламу, в пиар, в дизайн и в кино. И только через эту призму мы сможем выйти с вами на обновление рынков продуктовой и технологичной, выйти уже на базу экономики региона. Таким образом, монетизировать и коммерциализировать наше наследие, которое сегодня, ну, на мой взгляд, безусловно, не в полной степени отражено. Что касается достижения этой цели, то перед нами сегодня стоит достаточно большое количество, достаточно большой пласт задач. Это именно как актуализировать это наследие территории, превратить в новый туристский продукт, как работать с имеющимся творческим потенциалом территории и превратить наше творчество в движущую силу, как включить культурно-историческое наследие в рынки медиа, услуг и развлечений. Здесь речь идет в первую очередь о социокультурном программировании, да, нашей территории повестки, как создать локальный бренд и вывести его на международный рынок, и как внедрить те новые требования в инфраструктуру культуры. Именно это живые музеи, открытые дома культуры, поскольку мы видим возрастающий интерес со стороны туристов, но с другой стороны мы не можем предложить им эти возможности для удовлетворения их запроса и их ожиданий на нашей территории. В этом случае мы сегодня уже работаем с нашими сообществами. Мы сопровождаем проекты и включаем их в туристическую повестку. Мы поддерживаем всевозможные мероприятия, которые организуются нашими коллективами. Мы сопровождаем организацию выставок, ярмарок и показов. В прошлом году буквально совместно с Минпредом мы реализовали проект Arctic Fashion Show. И уже в этом году наши молодые дизайнеры, художники и модельеры приняли участие во всероссийских выставках. Как мы помогаем нашим молодым креативным командам в развитии туризма? Через механизм туристской интерпретации мы, в принципе, совместно с ними полностью разрабатываем,
эти фильтры для этой интерпретации. У нас рождаются какие-то новые тематические экскурсионные продукты, уникальные туристические маршруты, музейные инициативы в части встраивания в такие новые подходы, как ремесленные дома, студии промыслов. Мы занимаемся развитием наших команд, которые занимаются производством сувенирной продукции, проводят мастер-классы, гастрономические и иные реконструкции. Далее мы, как точка сборки, формируем непосредственно туристский продукт, который в дальнейшем уже реализовываем через наших агентов и через наших крупных партнеров туркомпании на международный и на российский рынок. Ну, вот таким образом мы выстраиваем нашу работу совместно с молодыми креативными командами. Угу. Да, Наталья, вот в конце слайд был очень интересный. Не успели информацию нормально посмотреть, Наталья. Ага. Да. В конце слайд. На первом этапе мы, через инструмент туристской интерпретации анализируем наши туристические ресурсы. На втором этапе мы, как ресурсный центр выступаем, мы для наших команд ищем возможности, там, если необходимо, экспертные, какие-то связываем их с экспертными сообществами, если необходимо, помогаем оформить заявку либо на грант, либо на кредитные заемные средства. Далее мы формируем эти инициативы в конкретный туристский продукт, и после этого мы этот туристский продукт продвигаем через наши каналы и точки коммуникации на российский и на международный рынок. Ну, вот такая, в принципе, линия, которую мы сегодня выдерживаем в части развития инициатив в сфере туризма и готовы включиться в работу с нашими партнерами. Да, Наталья, спасибо большое. Ну, здесь чувствуется, да, то, что действительно туриндустрия, хотя и она как отдельная часть креативной индустрии, я часто вижу и читаю где-нибудь там, натыкаясь на то, что туриндустрия является частью креативных индустрий, и это еще индустрия развлечения, да. Здесь видно, что необходима связка, связанность сообществами и отдельными представителями там других индустрий, таких как сувенирная, да, там дизайнеры, те же художники и так далее, да, можно по списку, мне кажется, идти. Там тоже те же видеографы, фотографы, например, они тоже должны совместно как-то работать, и от этого и действительно получать плюс, да, потому что туристы, когда приезжают, они пользуются услугами различных предпринимателей, которые используют свой креатив, свой талант, что-то такое ценное и создают, ценные услуги. Хорошо, ну, мне кажется, это прям очень такая хорошее представление того, как развивать туризм в партнерстве, сотрудничестве с другими индустриями. Окей, друзья, у нас вот та часть, которая была связана с экспертами, как они видят, как они развивают те или иные направления, связанные с креативной экономикой, мы послушали, и сейчас хотелось бы послушать представителей непосредственно тех индустрий, в которых, ну, они как практики, как индивидуальные предприниматели или самозанятые ведут свою деятельность, коммерциализируют, скажем так, ну, свой талант и реализуют интересные креативного характера проекты. Я бы сейчас передал слово Елене Елистяновой. Лена, ты здесь? Лена сейчас находится в Санкт-Петербурге. Она и до этого там и находилась, работала. Последние 2-3 года она в Якутске много чего сделала. И давайте послушаем ее. И хотелось бы узнать, какие сложности имеются в работе, да, с тем, чтобы мы могли в дальнейшем при проектировании мер поддержки креативных индустрий могли учесть, да, ваши, возможно, боли. Вот. Ну и рассказать о своем кейсе. Лена, ты здесь, да? Слышно? Да. Слышно? Ага, Лен. Слышно, видно. Ну, на самом деле, что-то я как-то особо-то и не готовилась. И вообще, в принципе, ненадолго как бы выпала из
с начала весны, в общем, из всех этих проектов мы как бы сейчас пока что каждый занимается своими делами, вот, а таким как бы общим как бы массивом, в общем, мы пока особо как бы не занимаемся. Есть пара идей, небольших как бы мероприятий, вот. А что сказать по поводу, как бы, ты имеешь в виду, какие проблемы? Да, ну развития? расскажи о своем опыте, да, как вы реализовывали проекты, где получилось, где не получилось, чего не хватило, каких ресурсов, какой поддержки. И мы, как бы услышав, учтем и поймем, да, скажем, как, чего можно было бы таким, как вы, ребятам помочь. Угу. Ну, если за счет каких ресурсов не хватило, то это всегда финансовый. Вот, то, что, как бы, как говорится, человеческий, какой-то информационный, ну, скорее даже административный, возможно, они на самом деле хорошо работают, в том плане, что все такие готовы поддерживать, но особо как-то не понимают, чем. Ну, ты обычно просишь, наверное, скажем, финансы, чтобы хотя бы там, скажем, ну, чтобы что-то приобрести, чтобы это, ну, как бы помогло там сделать, как это, господи, я вообще не готовилась, это так сложно сейчас сформулировать. В общем, да. Но денег всегда, конечно, не хватает. Вот, мы, в общем, и гранты как бы писали, и как-то к локальным спонсорам обращались. Благо, как бы есть такие люди, которые мыслят, грубо говоря, не здесь, на этой маленькой территории, не в данный момент, как бы, а на перспективу. И вот тот, как бы, кто более глобально, тот, кто, может быть, тоже не просто зациклен на какой-то внутренних каких-то делах, они вот на самом деле любят вкладываться и поддерживать такие интересные проекты, молодежь, как бы, такое нечто, что, как бы, как говорится, кто-то еще ничего не разглядел. Вот, они обычно вот с опытом, если жили где-то в других городах больших или вообще в странах, там, Великобритании, Америки, как бы, например, они, да, им это очень нравится, потому что это очень похоже на дух того, как вот это вот все, там, скажем, даже в той Кремниевой долине, например, вот. От того, что там от одной идеи только чуть-чуть вложился и суперпроект, как бы. Не обязательно у тебя там должен быть бэкграунд такой большой из каких-то там серьезных дяденек, чтобы там за тобой весь город стоял там и так далее. Вот, потому что из чего-то небольшого может вырасти прям интересные идеи с продолжением, как бы. Вот. Потом получается, что еще, наверное, с чем проблема у нас вот как раз с, как это сказать, расположением, то есть где находиться, как бы, то есть если сейчас все по домам сидят, то до этого, как бы, там, грубо говоря, офис свой какой-то, свое место, где вы собираетесь или творите что-то и прочее, то вот таких у нас как бы не хватает помещений. То есть вообще, в принципе, в Якутске не хватает помещений, вот. А каких-то, чтобы они были еще вдохновляющие, то совсем не очень. А те, которые существуют, так скажем, если только не на твоей инициативе, не на твои деньги, никто как бы больше тебя не поддерживает. Вот, соответственно. И в этом было бы, конечно, плюс, если бы, например, вот организации, которые занимаются развитием креативной экономики и прочего, помогли бы, поддерживали сообщество в этой как бы сфере. То есть там, может быть, были бы какие-то льготные там условия или еще что-то. Некоторые, на самом деле, когда ездишь на большие мероприятия, тоже там в Москве, например, прочее, когда рассказываешь про свою деятельность, про то, что вы сделали, иногда даже там люди просто спрашивают, а почему, например, вам не платят, чтобы вы вообще у них находились? То есть, как бы, почему вы платите аренду и прокачиваете им какие-то там места, организуете мероприятия, как бы, если, ну, как бы вы такие крутые, почему? Тогда бы, наверное, скорее всего, они вам должны платить за то, что вы, как бы, здесь находитесь, ну, и, как бы, вот, продвигаете все это, как бы, ну, вот. С тем, что с вот какой-то своей, да, креативной сферой сложно у нас пока что в Якутске, потому что все, если судить по комментариям просто людей, то, что говорят, лучше не стоит делать, то мы должны сельхоз поднимать, строить больницы и школы, как бы, а не рисовать свои рисунки, как бы, вот, заниматься всякой фигней, вот.
Поэтому, то есть, как бы сложно иногда какой-то интересный проект просто даже в массы продвинуть, потому что пока что еще человек, как говорится, не привык к этому, его надо потихонечку к этому приучать, показывать, как бы какие-то, наверное, образовательные, доступные для всех вещи проводить, то, что, собственно, как бы мы и стараемся делать, вот, чтобы это не был какой-то незнакомый зверь для человека, а как бы то, чтобы он понимал это. То есть даже вот, грубо говоря, объяснять даже людям, что такое это креативная экономика, например, то, что это не совсем то, что как бы они могут думать. Вот. Вот такой вот. А если насчет говорить, какой у нас самый-самый-самый наш проект, это, конечно, по арт-резиденции. Вот, то есть это как бы не креативный кластер, который вот, ну, грубо говоря, мы называем бизнес-центром, вот, а именно где резидентство, оно именно для талантливых людей, оно как раз-таки бесплатно. То есть получается, что мы берем, то есть с кем-то вот эту ответственность за то, что там люди располагаются, это все как бы получается нами оплачивается, но человек зато вносит как бы вот это вот культурное как бы от себя, то есть с разных городов России, с других стран приезжают люди, плюс обогащаются как бы нашей культурой. Это как бы очень интересно, и многие, например, хотели бы приехать в Якутию, но сами мы знаем, что это не так легко и дешево как бы сделать. Вот. Опять же, вот то, что как бы, если говорить про туризм, то это тоже очень интересно, что в резиденции очень много как бы, людей, ну, получается, что там само условие по конкурсной основе, ты вот можешь бесплатно туда приехать, получается, повидать места и как бы что-то вообще полезное как бы сделать. Плюс мы там хотели расположить как бы арт-хостел, где могут остановиться люди, просто, в принципе, денег заплатить как бы и пожить там, чтобы точно так же как бы вот приехать, было такое место. Не просто гостиница какая-то там, да, а что-то такое уникальное. Вот. Так, да, ну и то, что вот мы про резиденцию, то одна единственная на Дальнем Востоке еще, это Заря во Владивостоке. Получается, что на всю эту гигантскую территорию вот всего лишь она одна, как бы, и больше нигде. Там еще где там. Ну, в основном они все на западе у нас расположены, и то даже их не очень так и много. А если уж говорить, что дальше Сибири, то это вот только одна Заря, как бы. Ну, и получается, что и молодежи особо нечем как бы заняться, и ехать в эту сторону, грубо говоря, некуда. Вот. Только в Зарю. Вот. И поэтому многие сейчас, там даже, например, та же Таврида, они думают о том, чтобы сделать сеть вот этих вот резиденций по стране, как бы. То есть, как бы, как, грубо говоря, как Макдональдс в каждом городе располагать. Вот. И то, что Якутия – это большое интересное место, им это тоже интересно. Вот. Да, Лен, спасибо. Ну, надо, наверное, тоже участникам, которые, возможно, не знают, рассказать вкратце, да, о том, что Лена, она представляет стрит-арт, это художество, и за то время, которое здесь она проводила в Якутске, я вот еще раз говорю, она в Питере сейчас находится, и до этого была в Питере. Здесь очень много таких интересных процессов возникло в этой области, и сформировалось сообщество современных, ну, художников современного искусства, Art Public School, потом создали свою арт-студию, и очень все это креативно оформили, и это было неким дыханием для креативности нашего города, я хочу сказать, да, и таких людей нужно очень ценить и поддерживать всячески, и много идей у ребят было и есть, и надеюсь, что в дальнейшем они воплотятся в жизнь. Хорошо. Давайте сейчас мы послушаем следующего нашего практика креативных индустрий, человек, который занимается музыкой, очень серьезно. Музыкой занимаются многие у нас в Якутии, но так, чтобы продвигать, делать из этого некий такой бренд, работать именно в коммерческом таком секторе музыкальной индустрии, это вот у нас есть команда «Музыкальный дуэт», который
уже покоряет многие страны, да, Айтал? Да, добрый день, Алексеев, коллеги. Уран. Слышно хорошо, Ага, да? давайте послушаем ваш опыт. Слышно, слышно. Ага, супер, супер. Да, очень приятно удивлен тем, что был приглашен на такую встречу. Очень интересные действительно знания новые от спикеров, от вот, выступления Ильи. Я очень внимательно слушал, изучал. Потом Владислава Валерьевича мне тоже очень понравилось. Знаешь, как говорят про креативную, ну, вообще про креатив, про креативную индустрию, многие говорят, но даже сами мы говорим, но не всегда вникаем в суть. И здесь вот была такая возможность еще раз поговорить, еще раз оценить, что это такое, с чем ее едят, как ее двигаться. Ну, вообще, как мы планируем дальше двигаться, да. Ну и наш дуэт электронной музыки «Уран», действительно, мы вот с 2015 года уже занимаемся, ну, пишем музыку, да, и я так понимаю, чем мы интересны именно для креативного сообщества, тем, что мы действительно сбываем свою продукцию за границу. То есть, начиная вот с первых вот альбомов, да, сейчас я включу демонстрацию тоже. Можешь включить мне, да? Да, сейчас сделаем. Сейчас можно. Попробуй. Так, ага. Вот, супер. Вот, значит, да, Уран выпустил несколько мини-альбомов. Мы вот вначале, конечно, как многие музыканты сначала выпустили все и распространяли свою музыку через социальные сети, да, через ВКонтакте. Вот, но тем, что мы именно сделали такой симбиоз этнической нашей музыки, да, народной, наших инструментов хамус, крымпа и так далее, и перемешали все это, замешали в микс вместе с электроникой. Тем самым мы стали интересны, да, и вот даже после первого выпуска альбома «Нуар» сразу почувствовал такой живой интерес, что это действительно, ну, как бы людям хочется, ну, то есть люди действительно слушают, дают нам фидбэк и ждут нового материала. Кстати, я вот вам, знаете, что скажу, что вначале мы не работали с какими-то дистрибьюторами, да, вообще музыкальный рынок, он всегда подразумевает, если ты написал песню, тебе нужно найти дистрибьютора, чтобы потом, ну, вообще свой продукт донести до слушателя, да, а здесь мы просто выпустили ВКонтакте, да, и, ну, уже начиная вот со второго альбома Roots, где мы также вот поработали с нашими местными артистами, то есть это с Алисой Савиновой из НТТ, театра танца, вот, кстати, также Министерство культуры, да, Юлиана Кривошапкин, театр эстрады, Кюней, ну, Уля тогда тоже была в театре эстрады, по-моему, Айрхан ансамбль, вот, и также перемешали, замешали там свои мотивы, какие-то стихи Уля там придумала, сделали вот эти песни, и уже ее выпустили конкретно на площадках, да, таких известных, как iTunes, Google Music, Spotify и так далее. Но самое интересное, что в тот момент, когда мы выпускали этот альбом, мы уже подключили возможность шазамить музыку, да, то есть чтобы можно было ее распознавать. То есть люди, слушая наши композиции, могли ее быстренько найти. Вот. Но, ну так, также мы пустили потом Мету в 2016 году. Ну и самый интересный релиз, который вот до сих пор, наверное, является одним из наших таких главных, да, это Limp. Это также от мини-альбом. Он был выпущен в 2017 году на экспериментальном американском лейбле Renraku. Сейчас это, ну, хоть он и экспериментальный, но этот лейбл дальше развивается и расширяет свою комьюнити. У них действительно большое количество артистов, с которыми они постоянно работают. Это полностью граждане США. Там сам вот лейбл находится, получается, в Миннесоте.
И мы до сих пор ведем на активное общение, постоянно ну, как бы рассказываем друг другу о том, что происходит, как происходит. И именно их зацепило также, ну, зацепил их трек «Фронтир», да, вот, который у нас таким, наверное, локомотивом и является сейчас. Совместная работа с Кокитокой, с Аиной Илларионовой, певицей, и Владимиром Калачевым, который горловое пение там продемонстрировал в этой песне. И после выпуска уже на американском рынке мы, конечно, вышли на слушателей оттуда, да, то есть нас начали слушать больше в Европе, в США, в разных странах других, да, в том числе и в России, в Питере и в Москве. Вот. Ну и далее, что касается синглов, да, у нас постоянно ведется работа по... Ну, мы вообще такой проект, да, мы вовлечены в разные сферы деятельности, то есть, да, мы занимаемся как основа у нас музыка, но мы не ограничиваемся, да, только музыкой, но также мы участвуем там в разных коллаборациях, фэшн-показах, пишем музыку для фильмов, для игр и так далее. То есть у нас ну, такая разносторонняя деятельность креативная, да, там фотосессии делаем и так далее. То есть ну, подход такой продюсерский, да, подход продюсерский. И в данном случае, наверное, одна из громких коллабораций, которая произошла с нами, это мы сделали совместный трек с Ромой Литвиновым Муджусом. Муджус – это вообще такой пионер российской электроники. Это единственный артист из России, который работает напрямую с Земфирой. Это человек, который, ну, вообще, можно сказать, электронику, ну, открыл путь к электронике вот в 2007 году со своим альбомом Downshifting. Вот, и как-то нам так удалось с ним поработать и написать трек, который, да, нам также вот привлек туда и аудиторию, и внимание, и новые выходы на разных, да, артистов и так далее. То есть такие коллаборации очень важны для музыкантов, наверное, чтобы вот расширить также свое видение, может быть, какой-то новый опыт получить и так далее. Также вот выпустили также выпустили сингл, получается, вот «Орто» трек у нас есть с Василиной Шариной. Там мы именно хотели передать дух коренных малочисленных народов Севера, да. Вот я сам тоже недавно ездил жить в оленеводческое стойбище, я вам скажу, что у меня никогда до этого такого опыта не было, и то, что я там получил, ну, это действительно, наверное, такой опыт, который, ну, хотелось бы, наверное, чтобы каждый получил, потому что такое переосмысление, у меня тоже был небольшой экзистенциальный кризис, и я просто приезжаю туда и понимаю, как все это устроено, вдохновение бесконечно и так далее. Ну, для креативщиков, для людей, которые живут этим, для нас это очень необходимо где-то получать новые эмоции, да, чтобы потом это все выплескивать. Ну и в прошлом году мы выпустили сингл «Паранойя», кстати, достаточно успешный. Он на русском языке уже. То есть если до этого мы работали больше с нашим национальным колоритом, с якутской культурой, допустим, с северной культурой, да, с разной, пытались искать, ну и постоянно находимся в поиске, то тут мы конкретно постарались с Димой ударить в российскую, ну, в наш российский рынок, и тем самым получили какой-то тоже опыт, главное, и распространение материала на русском языке, которое доступно уже русскоязычному населению, да, ну, русскоязычному потребителю, потому что не все понимают, о чем мы поем на якутском. Вот. А дальше из таких интересных коллабораций, конечно, я бы отметил, это выставка «Ожившие легенды эпоса Олонхо», которую мы также в прошлом году реализовали. Это была полностью частная инициатива
известной Айталины Степановой, это дочь художника Тимофея Степанова, многие знают картины. Ну, все, мы, наверное, тут все, кто здесь находится в этой беседе, все прекрасно знакомы с картинами, да, Тимофея Степанова. И это, знаете, в чем отличие именно этого альбома заключалось? В том, что мы конкретно написали композиции под эту выставку и ее и выложили весь материал на, ну, то есть в доступ, да, выложили, чтобы каждый мог ознакомиться, послушать. Вот. Но самое интересное, что вот выставки, через такие выставки, это же как раз, по сути, и есть тот самый креатив, да, в чистом виде, что мы взяли картины, оцифровали, перевели их в анимационную такую, да, составляющую, добавили туда музыку, добавили туда запахи, еще что-то, и получилась у нас такая выставка очень интересная. Вот, да, вот эти картины. И, конечно же, Кут. Кут – это, наверное, такое именно самое громкое событие также прошлого года, где мы сделали совместную коллаборацию с Кыданой, художницей, нами, да, понятно, и известным CG-артистом Антоном. Тони Крепс, он сейчас сам работает в Майтоне. Вообще многие действительно интересные креативные ребята, они, да, работают либо в Майтоне, да, либо вот в Синете, да, потому что там они могут выплеснуть свой талант, свое творчество. И вот именно Кут, он, наверное, прорубил такое вот... Мы сами даже не подозревали, что, делая выставку, можно донести до столь такого большого количества. То есть у нас там больше 10 тысяч было посетителей, и вот люди, ну, до этого такого опыта же не было у нас, да, в Якутии, в Якутске, ну, именно с таким форматом, да, новым. А тут мы, получается, как бы ударили со стороны вроде и что-то свежее, что-то популярное, и такие большие люди задействованы и так далее. И получилось, что у нас такой вот ком, и ну, вот, смогли какую-то пробить, наверное, грань, потому что мы сами даже мы сами это делали, не подозревая, что получим такой фидбэк, ну, вот, что людям действительно понравится, и они требуют продолжения. Конечно, такие выставки необходимо поддерживать. Я знаю очень много художников, в том числе и мои коллеги, друзья, с которыми мы постоянно, партнеры, да, с которыми постоянно работаем, то есть они приглашают нас там на выставки, приглашают меня там участвовать в всяких показах, да, опять-таки в каких-то, ну, вот, может, даже семинарах каких-то, то есть постоянно необходимо таких людей поддерживать, да, чтобы они могли где-то вот выплеснуть и показать свое творчество. Ну и хотел бы немного показать статистики, да, то есть, например, мы являемся сейчас официальными, дуэт Уран является официальными артистами Apple Music и Spotify, то есть мы зарегистрированы и в Apple Music, и в Spotify, там у нас есть там официальный профиль, можно зайти, посмотреть, и можно вот хорошенько, можно увидеть, что топ-песни у нас трек Муксун, а трек Муксун это как раз является той самой коллаборацией с Ромой Литвиновым и Джусом, потом идет Фронтир и Гриб, да, то есть и топ-песни, видно, что вот Фронтир, например, 25, да, тысяч, Муксун 25, Гриб, там, ну вот, и Шазамы, да, интересно тоже, например, Паранойя 586, Фронтир, там, Awakening. То есть вообще в современном мире вот платформы музыкальные, в том числе и дистрибьютор, с которым мы сейчас работаем, очень четко, очень удобно и четко, что ты получаешь доступ к аналитике секундно, да, то есть у тебя есть приложение, ты захотел узнать, ага, что там со мной происходит, что происходит с моим треком, находится он в ротации сейчас, попал ли он там в какой-то плейлист, или кто его слушает, что его слушает. То есть доступ к аналитике действительно легко можно понять.
Это очень-очень круто. Дальше страны и регион, да, то есть сейчас у нас видно, тут за какой период стоит, я не знаю, я уже не помню, когда вот скрины делал, но, допустим, период, да, Россия 100 тысяч, видно, там Украина и так далее, топ воспроизведения 113, песня «Паранойя» и так далее, да. Вот по Spotify мы только вот недавно стали официальными, и поэтому данные вот, допустим, Russia 230, Top Countries, United States 134, да, Germany, United Kingdom и так далее. Ну и возраст. То есть также можно там промониторить возраст и так далее. Ну и напоследок я просто хотел бы вам рассказать об интересном кейсе, который вот лично меня вдохновил как человека, наверное, который постоянно находится внутри креативных индустрий, всегда в поиске свежего дыхания, да, всегда в поиске новых коллабораций, новых движений, каких-то новых ходов в условиях рынка, в условиях пандемии особенно, да, которая еще у нас до сих пор сохраняется до неизвестно какого времени. Вот. Это, конечно, кейс известного рэпера Трэвиса Скотта, где он в онлайн сделал концерт в известной игре Fortnite, и никто даже не подозревал, что так вообще можно сделать из индустрии музыкальной, да. Все думали, ой, да что там, ну, многие подумали, что, ой, да действительно, зачем делать онлайн-концерт, если можно там дождаться офлайна нормального и сделать. А Трэвис Скотт, он как раз был одним из первых вообще артистов, кто пошел на такую сделку, заплатили там сотни миллионов долларов, чтобы вот это шоу организовать в, ну, Fortnite, вот в игре все это отрисовать, это огромно, ну, это очень много работы было, да, проделано. И по итогам что? И по итогам он удивил весь музыкальный рынок, можно сказать, взорвал вообще шоу-бизнес, и заработал на проданных билетов, окупился несколько десятков раз. И, в общем, я к тому, что вот такие кейсы, они нам говорят о том, что неважно, в какое время вы живете, но можно найти выход из этой ситуации и как-то коммерциализироваться, и монетизировать, и заработать. Вот. Это все, да? Да, Так, думаю, прям да. вдохновленно ты рассказал, прям здорово, и очень интересный кейс, и здорово понимать, что из Якутии не только можно IT-продукт продвигать на внешний рынок, но и создавать некие такие треки музыкальные, да, музыкальный продукт, и используя существующие на сегодня интернет-ресурсы, которые ты обозначил, там Spotify, Shazam, там, не знаю, Apple Store, там, где вообще можно продвигать всю продукцию, да, результат своего творческого труда, интеллектуального труда. И ну, здорово, что вы пользуетесь и показываете пример. Мне кажется, нужно больше рассказывать о том, да, что ребята из глубинки, там, профессионально занимаясь, полностью отдаваясь своему делу, способны выходить на зарубежные рынки, и в дальнейшем, я уверен, еще много всего будет, и много цифр там по аналитике, да, увеличится. Вот, и вот это все нужно, я считаю, показывать. И показывать, что в креативных индустриях можно профессионально реализоваться. Вот. Да. Не обязательно идти на наемный труд, не обязательно идти там только видеть себя там на госслужбе, муниципальной службе, да, но есть возможность проявлять себя через свой талант, находить себя, вот, и на этом в том числе и зарабатывать. Для этого и есть креативные индустрии. Друзья, смотрите, мы сейчас что делаем, да? Вот мы послушали, да, очень достаточно много времени ушло, почти 2 часа, мы слушали интересные кейсы, и с этими знаниями, с этой информацией нам нужно сейчас вместе поработать. По таймингу мы, конечно, сбились, хотели 30 минут отдать на генерацию идей и предложений в части поддержки креативных индустрий. Сейчас я включаю демонстрацию экрана, но при этом вот в чате есть ссылка на Padlet. Здесь видите, да, в комментариях? Семен подтвердил, что коллаборация Трэвиса с Fortnite – это реально вышка. Да, молодежь знает.
Ага. И вот по этой ссылке, друзья, давайте сейчас пройдем, но при этом я открою, ну, сделаю демонстрацию экрана, чтобы мы могли вместе видеть, как у нас выглядит эта доска. Сейчас будет ну, такая интересная часть, практическая часть нашей работы. Скажите, вы прошли по ссылке, удалось зайти в Padlet? Это сервис для коллективной такой совместной работы. Мы будем создавать сейчас стикеры. Не обязательно регистрироваться, можно просто пройти по ссылке, откроется вот эта доска. Давайте, да, вместе, друзья, совместными усилиями пройдем через вот этот важную часть сегодняшнего мероприятия, креативного четверга. И здесь мы будем делать, ну, заполнять стикеры. Так, кто-нибудь мне подскажет, получилось? У кого получилось? А где Дайте эта ссылка? голосом знак. А где эта ссылка, Ваня? В чате, в Zoom. Есть эта ссылка или мне продублировать? Давайте я продублирую. Я ранее скидывал. Вот, только что еще скинул. Есть, да? Мы буквально за, не знаю, там 10-15 минут, думаю, заполним и... Может, в формате живого общения, или мы сейчас есть. куда-то ходим, да? Сами? Да, мы сейчас переходим, не выключаемся. Я буду давать время на то, чтобы вы сгенерили свои предложения. Зашли, да, друзья? Напишите, Да, пожалуйста, в чатике, что если получилось. У кого не получилось, скажите, не получилось или там что-нибудь такое. Вы должны быть, пройдя по ссылке, попасть на эту доску. И мы, вот обратите внимание, по 3 направлениям должны написать свои видение, да? Видение того, как развить креативную индустрию. Вначале в регионе, какая нужна поддержка от государства, первое, это от государства, да. Второе, какая нужна поддержка по отдельным отраслям, да, отраслям, ну, креативных индустрий, которые вы представляете или вы, которые считаете, нужно поддержать. И третье, это поддержка креативных индустрий в стране в целом. Да, и вот смотрите, здесь есть 3 блока, и под ними нужно стикеры наклеивать. Можно нажать, вот видите, на экране я показываю, правый нижний угол, там есть кнопочка плюс. Когда я на нее нажимаю, появляется справа вот здесь стикер. Мы его передвигаем сюда, выше, да? Либо, если вы за компьютером сидите, то вы можете дважды нажать на экран, у вас появится стикер. Его заполняем. Просьба сейчас каждый из вот этих 3 пунктов свои дать предложение. Да? Какая нужна мера поддержки на уровне региона в нашей республике, как поддерживать наиболее сильные отрасли и в стране на уровне государства, что нужно делать. Так, вижу, по Я музыке есть. за Айтала написал. Да, я такой читаю, думаю, так, что тут? Ладно. Да. Для Айтала, да? Для развития музыкальной Послушай, индустрии. вот как гипотеза, да, то есть вот у тебя сейчас получается 113 тысяч прослушиваний, да, в контенте. Ага. Вот могло же бы быть 113 миллионов. Должно Да, быть, да. Да, и, возможно, вот как раз-таки финансирование продвижения может быть такая загвоздка. Ну, то есть коллеги, не напрямую смотрите. субсидировать. Ага, Афоня, я, извини, тебя перебью. На самом деле мы можем дискутировать, обсуждать, но это переходит в общение 2 людей или нескольких людей. Иногда люди отпочковываются, теряют интерес. И у нас есть правило, вот здесь, предлагаем идеи на стикерах, не обсуждаем. К сожалению, вот есть такие правила в таких сессиях в коллективной работе. Это нужно для того, чтобы люди сконцентрировались и там, смогли погрузиться в совместную работу. Нас и так немного сейчас, тут в целом нас 8 человек. Коллеги,
Просьба большая поделиться своими идеями, предложениями. Вот здесь есть кнопочка «Добавить пост», то есть стикер. Либо можно дважды нажать. Айтол, у тебя получается? Получилось создать пост? Микрофон Получается, да, все четко. Пока, вот вижу, музыка. Ага. Так, кто еще у нас здесь? Наталья. Можно я к каждому обращусь? У нас и так тут совсем мало. Мгм. Наталья Тюкавкина. Как дела? Слышно? Возможно, нужно включить микрофон. Да, Вань, сейчас напишу 3 секундочки. У меня звонок еще параллельно. Угу, хорошо, отлично. Чулстан Аргунов. Видим ваше присутствие. Просим отозваться. Получилось ли создать стикер? Есть ли идеи? А вопрос, креативных индустрий вообще можно в целом, в общем, да, писать? В общем и целом. Да, то в есть, целом. Угу. ну, не Вот здесь акцентируя первая на часть этом. это в целом. На- Да, не акцентируя на дизайн, на что-нибудь там еще, да? На Окей. СМИ, там, не знаю, медиа. Так, ну-ка обновляем. Создание сообществ. Маргарита Николаева. Вы с нами? Если вы с нами, дайте знак, пожалуйста. И скажите, нам очень важно, чтобы мы учли ваше мнение. Если есть идеи, здесь мы призываем написать, создать стикер и написать, как поддержать креативной индустрии. Создание ресурсного центра поддержки креативных индустрий написано. Надо, кажется, подвинуть. Да, я вижу стикер, который внизу, он редактируется. Его нужно будет на него, нажать на стикере, потом поднять наверх. И поставить там, где тот блок, к которому относится ваш стикер. Я тоже сейчас от тебя напишу.
Так, очень много по первой части. Так, как у вас дела, друзья? Еще нужно время? Еще 2 минуты. Нормально? Или дать больше времени? 5 минут, например.
Мгм. Так, есть. Так, грант. Мгм. Что, 2 минуты, кажется, прошло. Давайте обсудим. И в процессе, обсуждая, можем еще какие-то идеи, ну, при возникновении дополнить. Мгм. Коллеги, кто, вот, ну, пройдемся по порядку, кто предложил данную идею создания единой площадки для презентации продуктов креативных индустрий сырьевым компаниям. Это точно корпорация. Да. Понял. Так, единая площадка для презентации продуктов креативных индустрий. Это как должно выглядеть? Типа экспо? А, Вот вообще очень интересными же вещами занимается вот диджей Уран, там, Елена Перс, там очень много других ребят, которые там занимаются вот такими крутыми креативными штуками, но вот, например, ну ладно, не сырьевые, возможно, да, а вот есть, например, там крупные у нас компании, да, торговые компании, там, не знаю, там, авиакомпании и так далее, вот они не знают их вообще, да, то есть, и, возможно, там они увидев, там, что могут творить наши креативщики, вот это про финансирование, да, то есть это конкретно какие-то бизнес-истории, чтобы зарождались, то есть их вот сталкивать, не знаю, там это, Мгм. ну, как экспо, наверное, да. Вы же, наверное, же проводят такие мероприятия, только вот именно конкретно, чтобы сталкивать их, вот, креатив и традиционщиков. Это монетизация конкретно. Вот денег же не хватает, для, возможно, один из выходов. Мгм. Да, поддерживаю. Мгм. Так, хорошо. Давайте дальше. Создание ресурсного центра поддержки креативных индустрий путь, привлечение отраслевых экспертов, привлечение средств сопровождения. Ага, здорово. Ресурсный центр, это тоже, наверное, корпорация, да? Нет, Самая крутая корпорация написала. Здорово. А кто предложил создание такого центра? Наше движение. Вань, слышно, да, меня? Да, Наталья. Да, сегодня Так. на самом деле это очень важно, потому что такой единицы, которая бы выполняла, ну, скажем так, функцию, наверное, даже продюсирования, сегодня этого нет, а это очень важно как для наших молодых художников, дизайнеров, модельеров, для наших музыкантов, для наших киношников. И ввиду того, что у государства все равно сегодня гораздо больше возможностей и ресурсов, ну, в части сопровождения подобных историй, то я думаю, что не составит труда нам эту деятельность включить в канву деятельности государственных наших предприятий. И это же касается проекта экспорта услуг. Вот непосредственно я являюсь администратором этого проекта. Слушайте, огромное количество мер поддержки и полное отсутствие понимания, для кого эти меры поддержки реализовывать. Вот, поэтому мне кажется, что здесь, в принципе, можно рассмотреть вопрос, точечно выбрать сильнейшие команды, под них собрать пул этих мер поддержки и в дальнейшем их тащить до 2024 года, до достижения целевых показателей проекта. В общем, центр поддержки креативных индустрий. Но мы очень надеемся, что в креативном кластере как раз он и будет. Ну, по идее, закладывается что-то.
Хорошо. Включение игроков в креативных индустрий в национальный проект «Экспорт услуг». Ну да, я пояснила, это часть вторая. Сегодня огромное количество мер поддержки уже действует на уровне Российской Федерации, но для наших, до наших, да, игроков они не доходят. Вот как предложение тогда сразу, Наталья, можно же в нашем кластере, вот мы их всех соберем условно в кластере, да, там более 100 Слушайте, вы резидентов ваш будет. вообще первый гость в вашем кластере, я прям это же поняла, что мне без вас никуда. Да, вот просто можете там разместиться, офис разместить прямо там, и вы прямо вписываетесь в экосистему кластера, получается. Мы все там будем говорить про экспорт, только про внешние рынки в кластере. Да, отлично, давайте посмотрим на эту историю. Отлично. Дальше идем. Создание креативных пространств для организации идей. Это я написал. Ага. Пространство для организации, да, реализации. Ну, то есть вокруг идей собираются люди и потом Да. коллективно работают над реализацией идеи. Супер. Так, хорошо. Дальше выделение субсидий на создание пространств развития креативных кластеров. Это вот то, что Ирина Дмитриевна предлагала, да, что нужно создать сеть пространств, но здесь все-таки, наверное, субсидировать надо. Частичное субсидирование. Ну, создать креативный кластер, это дело не простое. Согласен. Особенно... Сколько бы субсидий это обойдется. Ну да, здесь такой это вопрос, конечно. В каждой деревне, в каждом населенном, ну, или улусе хотя бы по одному креативному кластеру, да? Так, хорошо. Так, создание сети пространств для креативных индустрий по улусам, да? В улусах республики, кажется, да, это я писал. Пространство для креативных, ну, это некие креативные пространства небольшие, возможно, по типу сайды, но специализированные на креативной индустрии. Субсидирование экспортоориентированных товаров и иных продукций, созданных представителями креативных индустрий для дальнейшего продвижения. Это тоже я такую идею предложил, чтобы когда продукт уже готов, и он уже на рынке давно существует, и соответствующее качество, вот здесь субсидировать. Либо там после того, как человек вышел на экспорт, затраты определенные можно, мне кажется, возместить на офис, на людей, на услуги. Вот. Какую-то сумму там выделили, и все. Выделение грантов, это тоже я тут добавил, на организацию фестивалей, форумов и иных мероприятий рекреативных индустрий. Вот, исходя из выступления Лены Перс, понятно, что на такие мероприятия нужно отдельно какой-то конкурс грантов проводить и выделять деньги, чтобы реально таких мероприятий, событий стало больше, чтобы люди приходили туда и больше узнавали, что есть креативная индустрия. И создание фонда поддержки креативных индустрий. Но плодить фонды всегда не есть хорошо, но почему бы и нет? Да, почему бы не создать, либо на базе существующих фондов. Самое затратное – это содержать работников такого фонда. Поэтому, мне кажется, можно объединить существующими организациями. Дальше идем. Ну что, переходим ко второй части по наиболее сильным отраслям. Музыка. Кто писал, Афанасий? Давай послушаем тебя. Что имеется в виду? Это, вот я на самом деле нашу гипотезу хотел проверить. У нас, между нами, вот здесь скажу, что есть инициатива у нас. Вот мы уже нашли частных инвесторов, которые готовы вложиться в это дело, то есть субсидировать именно часть продвижения, то есть через конкурс там выявить победителей и профинансировать, да, в качестве инвесторов именно продвижение, да, то есть вот, например, там какой-нибудь контент Айтала, Урана, да, там, не знаю, там, в Анголе, например, да, там, чтобы он набрал там миллионы просмотров, прослушиваний и так далее. То есть вот прокачка именно существующих команд. Не то чтобы прокачка, а вот поддержка их контента, можно сказать. Ну да, каким-то образом там на конкретные действия целевое, да, действие, выделение средств.
Ага. Так, окей. Организация проведения образовательных мероприятий для продвижения продукции в сфере креативных индустрий. Но здесь сугубо конкретно по сильным отраслям, опять же, да, что для следующего шага, для того, чтобы выйти на более широкий там, рынок, например, захватить рынки, наверное, нужны знания. И вот для этого я тут предложил такие образовательные мероприятия. Дальше у нас, Айтал, ты, да, писал? Ага. Продвижение, позиционирование. Здесь как-то надо помогать, да, в этом? Ну, то, что имеется в виду, корпорации- да, Ага. имеется в виду, что поддержка именно всесторонняя должна быть, наверное, что как в пример, там, не знаю, знаешь, какие-то такие вещи, то есть, чтобы на уровне, ну, как бы постоянно говорить, потому что в любом случае, если не говорить, то, ну, то есть нужно продвигать, стараться помогать Мгм. при любом возможном случае. Окей. Здесь как раз, мне кажется, здесь можно упомянуть про поддержку таких проектов, которых, те проекты, которые можно на Кикстартере, да, на Бумстартере, краудсорсинговых Да, в площадках. том числе. Вот здесь, то, что корпорация делала, это как раз, наверное, тут, в этой области. Хорошо. Ну и третья часть, здесь меньше всего, на уровне государства провести акселератор, что проводили, да, для Мгм. упаковки продуктов. Это вот потенциально. я писал, попробую объяснить, Вань. Вот есть же, например, 100 городских лидеров. И прям, вот мне кажется, можно же расширить не просто там, вот большинство же проектов там городские, какие-то социальные, можно было бы сделать какие-то прям коммерческие, вот как вот, например, Уран тот же, да, либо там Елена Перс, прям там акселерировать их, не команды там государственных служащих, а прямо вот конкретные товары, продукты и так далее. А может быть, здесь так и указать в скобках по опыту 100 городских лидеров, чтобы ОСИ же будет смотреть, как раз организаторы 100 городских лидеров, они вот все это проводят, креативный четверг. Отличная идея. Акселератор, он обязателен для креативных индустрий, это уж точно. Акселератор, да, он же у айтишников есть, и нам тоже нужен. Ну и возмещение затрат. Вот история связана с креативными индустриями, вообще это же история товарных знаков, грубо говоря, да, брендов. Да. Давайте брендов. Вот, создавая бренды, нужно их регистрировать, и можно возместить затраты. Там человек, допустим, Уран, там название свое зарегистрировали, там какой-нибудь еще логотипчик свой, и вам возместили денежки. Да, это очень круто было бы. Да, при выходе на внешние рынки в том числе при выходе на зарубежные, лучше напишу. Но это, знаешь, это уже такая реальная помощь, то есть это, как бы поддержка, не помощь, поддержка. Вот. Потому что одно дело здесь зарегистрировать, да и не все привыкли регистрировать товарные знаки. Ой, где она? Не, вообще регистрация товарного знака в музыке, вот это все процедуры 150 выходит, 1000 рублей. Вы уже делали, да? Регистрировали? Мы только начали. Коллеги, в следующем году агентство территориального маркетинга 2 миллиона мы заложили на регистрацию товарных знаков местных производителей. Это будет в рамках государственного задания, поэтому welcome. Мы зарегистрируем. Ух ты, супер. А с кем общаться? С вами, да? Да. Супер. Слушайте, а тут у меня что-то произошло, я перезагрузил и не вижу здесь одного стикера. Карточка здесь была. Она была, да, не знаю, куда-то делась у тебя. Да. Так, а у вас она есть? Нету. Тоже нет. А добавь. Извини, это я, кажется, что-то сделал. Да вроде ничего не удалял, не нажимал.
Вот здесь твоя карточка была. Вот последнее там изменение. было наиболее, да, позиционирование, продвижение наиболее сильных отраслей. Ну, то Напиши, есть, обязательно. Напиши, да, будут смотреть другие. Мы-то здесь, ладно, поняли. А там зайдут окей. москвичи, будут здесь смотреть. Но мы должны будем все вот это взять и свести. И направим в оси. Мгм. Так, финподдержка, льготные условия. А возможно ли выделить средства на возмещение затрат по аренде помещений? Насколько это реально? Как это вообще можно организовать? Как думаете? Там же, ну, это по идее бизнес. Я имею в виду, те, кто арендует офис, они типа занимаются бизнесом, но не всегда у них получается покрывать расходы. Креативная индустрия – это же такая достаточно специфический вид Есть же предпринимательства. бизнес-инкубаторы, по-моему. Они работают до сих пор, да? Бизнес-инкубатор, да, работает. Там же не ограничивают в акведах. А им-то интереснее где-то вот какие-то места специальные, как... Ну, это креативный кластер тогда должен быть. Туда должны приходить и Да. Ну, получать льготу на льготной основе. Смотрите, вот по части арт-резиденции Лена говорила. Там, знаете, как работает? Я был в Заре в Питере, в этом, во Владивостоке. Ну так, мимо. Проходил, заходил, там, поинтересовался, как работает. Это очень нужная штука, да, когда художники приезжают в тот или иной регион, поселяются в арт-резиденцию, и там они создают картину. Они рисуют, они вдохновляются природой, находятся там, и их финансируют специальные фонды. То есть закидывают деньги в этот фонд, а фонд дальше генерит, на процентах живет, и за счет этих денег привозит таких людей. И вот эту историю бы как-то оформить. Может быть, вот этот фонд должен заняться. Такую историю арт-резиденции можно создавать в том числе для других сфер, для музыкальной индустрии в том числе. Там, например, артисты из других стран приехали, там музыканты, и они там зависают и обязательно должны создать какое-то количество треков, и потом, возможно, по условиям пользования благами этой арт-резиденции, они потом могут как-то, когда капитализируются, пойдут доходы. Ну, такие коллаборации уже существуют. Допустим, из примеров западных я могу привести Red Bull. Red Bull, знаете же, наверное, Да. Энергетический напиток. Соответственно, у них есть целая организация, РБМА называется, Red Bull Music. В общем, там конкретное подразделение вот как раз собирает музыкантов, вот такую арт-резиденцию. Музыканты прибывают туда, вот, делают всякие разные коллаборации, кто-то даже там с художниками работает. То есть там такой, знаешь, микс. Вот. При этом музыкант обязательно один должен быть большой, например, какой-то, да, там супер знаменитый, супер известный, и 20 тех, которые там прибыли там через конкурс, ну, например. Понятно. Ну, вот такого плана должен быть некий формат в виде арт-резиденции. Так, ну окей, в принципе все, да, друзья? Вот мы сами до конца дошли, те, кто действительно хочет развития креативных индустрий. Ну, само собой, людей много, не все смогли. Вот, и мероприятие, оно такое для узкого круга людей профессионально занимающихся креативными индустриями. Владислав Валерьевич, мы вас видим здесь. Вы нас слушали, да? Здесь мы создали стикеры.
где мы предлагаем свои идеи по поддержке креативных индустрий. Если меня слышно. Да-да, я слышу. Ага. Ага, ну вот, 3 уровня, ну, то есть на уровне региона, потом следующее – это отдельно поддержка наиболее сильных, развитых отраслей и мера поддержки креативных индустрий на уровне государства. Вот, такие у нас предложения. Вы, в принципе, можете нам выслать, да, мы будем сводить это все в Google Docs. Вот сюда мы добавим, перечислим, ну, все вот эти идеи, предложения. Если будет такая возможность, мы от вас тоже сюда включим. Презентации, кажется, у вас были, да? Хорошо, ага, хорошо, отправлю. Угу. Вот, по 3 таким направлениям. Ну что, друзья, хочу вас поблагодарить от нас, организаторов, ну и ОСИ, да, Центр городских компетенций. Они по всей стране на базе точек кипения создают мероприятия. И, ну, хочу заметить, что идет очень такая серьезная тенденция в части развития креативных индустрий. И от себя тоже тут отмечу, да, будучи еще сотрудником Минэкономразвития РФ, в 2015 году, в 2016 году мы предлагали концепцию развития креативного сектора экономики РФ, и что-то оттуда я тут попытался добавить. Вот. И то, что на уровне нашей, вообще государства будет обсуждаться и уже обсуждается, да, тема, связанная с креативной экономикой, индустриями, получает, действительно признание. И мы Якутия на передовой, вот, как регион. Вот. И все впереди. Появится креативный кластер «Квартал труда». Вот. Мы будем все там, думаю, чаще видеться. И чаще, и больше людей будут приобщаться к креативным видам деятельности, в частности, креативному предпринимательству. Вот. Спасибо всем. Есть ли обратная связь, может быть, кстати? Обычно хорошо так получить обратную связь. Мнение бывает у людей. Могу я пару слов сказать? Спасибо Ивану, спасибо точке кипения, спасибо ОСИ. На самом деле, действительно, казалось бы, очень много таких мероприятий происходит, но когда собираются именно люди заинтересованные, зарождаются вообще понимание, знания. Я невероятно сегодня только узнал, что есть, оказывается, у нас агентство по развитию, новое агентство появилось, да, по развитию туризма. Там есть у нас, оказывается, нацпроект «Экспорт услуг», где там какие-то там заложены деньги и так далее. То есть на таких мероприятиях узнаешь и там активистов и так далее. То есть в общем, хотелось бы пожелать, чтобы таких мероприятий точка кипения проводила больше. Сталкивать. Спасибо. Да, спасибо, Афанасий. Но мы вместе готовили это мероприятие, и первый креативный четверг действительно делали, на самом деле, при большой инициативе корпорации. Мы как площадка поддерживали, а сейчас дальше мы вместе второй креативный четверг провели. Наверное, еще у нас ожидает 3 и больше. Хорошо, есть еще кому что сказать? Угу. Хорошо, друзья, давайте тогда завершать, и всем спасибо еще раз за участие, и то, что мы все болеем за то, чтобы наша республика была креативной, современной, инновационной, и чем чаще мы будем так встречаться и обмениваться как минимум информацией, синхронизироваться, да, и где-то как-то находить точки для сотрудничества, это дает возможность дальше продвигаться, развивать и себя, свою работу улучшать и делать нашу жизнь лучше в нашей республике. Хорошо, все тогда, завершаем. Всем спасибо.